Машу, приходите все, будучи свободными. Вчера на всех, дружественных ТикТок, Телеграм площадках были эфиры, поэтому субботний ЧДП эфир, который вот сюда в радиомаршу в ТикТоке проходит здесь на вот этом канале и транслируется в телегу, в ЧДП. Он был перенесен на воскресенье. Здесь можем провести такой по традиции уже субботний эфир. Темы конкретной сегодня нету, все темы приветствуются. Будем импровизировать. Кто хочет пообщаться, подискутировать, какую-то информацию подкинуть, можно это делать как в комментах, так и поднявшись вот сюда в эфир. Вот пан Чечель подтянулся. Пан Чечель постоянно, у него проблемы с вот этим Эпштейном, подчеркну, с мразью Эпштейном. Осуждаю и так далее, но его уже нет, Тем не менее, вот эта персона, ее все русские, потом пост-русские какие-то, казаки, не казаки, обрусевшие. Потом всякие будулаки, которых вот так вот облапошивают, тоже вот эти вот русские. У них вот эта тема постоянно актуальна. Поэтому вот пан Чечель тоже один, один из них, и его волнует вот этот вопрос. Хотя пан Чечеля, он еще может волновать, да? Хотя, не знаю, пан Чечель тоже казаки недалеко от этих, от будулаков всяких. Казаки имеются в виду, вот эти русские казаки. Недалеко ушли от всех будулаков, от того же русского мира. Такое. Пришел до сына Саря. Машу, наверное. Брайан, почему вот эти вот ребята, да, русские, которые сидят, говорят, до сих пор пытаются про это сказать, даже дают угрозы, то есть, именно народу.
А при этом, да, вот эти вот Тефировы до сих пор молчат вот насчет этой ситуации. Короче, ребята, никто не хотят обосновать четко свою вот эту позицию негодования, ненависти с точки зрения шариата, ну или с точки зрения там русских обычаев, там законов, традиций, вот этих всяких. Короче, с вот этих позиций не могут обосновать, что в чем их негодование по отношению к Эпштейну. Панчечин, может, ты как бы по шариату уже давно пора, ты когда поначалу к нам заходил, тоже там саламу, варахматулаевцы всякие кидал. Ты уже тоже, наверное, такой частично исламский ученый. Мог бы тоже как бы разъяснить это дело. Так, где наши спикеры? Давайте раскочегарим уже эфир. Сейчас я тоже через пару минут подтянусь. Так, пират к нам зашел. Пират, нашел. Добро пожаловать, будучи свободным. Можешь тоже как бы в тему вписаться. Так, пират тоже что-то молчит. Не обязательно по этой теме, можно другую тему тоже использовать. Приветствую всех. Чуть-чуть занят был просто здесь сейчас. Так. Шариат – это законы Аллаха и конституция Аллаха. Мы же, в свою очередь, в нашей жизни Ему и Его законам должны подчиняться. Вот вы, например, расспрашиваете людей, за кого бы они отдали свои голоса, если завтра выборы. Вот как я могу ответить на это. Наши вероубеждения в таухиде и в сунне, в шариате, то есть в законах Аллаха, голосование – это многобожие. Голосующий становится неверным, становится многобожником. Почему? Дам короткое разъяснение, а затем передам слово вам. К примеру, вопрос. Кому мы совершаем намаз? Аллаху совершаем. Если совершить намаз не Аллаху, станет ли человек неверующим? Если совершать намаз не Аллаху, совершив ширк, становится неверующим, потому что он совершил многобожие. Многобожие – это предавать сотоварищей. Еще один вопрос. Вот слово «хамд» – «хвала». Если кто-то скажет, что да, хвала принадлежит Аллаху, но также принадлежит и моему отцу, совершает ли этот человек многобожие? Аллах говорит «Альхамду лилляхи раббил алямин». Сура Аль-Фатиха говорит «Хвала принадлежит Аллаху Господу миров».
Аллах это право отдает лишь себе одному. И мы сказали, что любой, кто направит что-то из прав Аллаха другому, становится неверующим. Теперь мы дошли до вопроса решения. Аллах говорит в Коране, говорит в суре Юсуф, решение принимает только Аллах. И далее Он говорит, Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Сначала говорит слово «хукм», а затем связывает это с поклонением. Здесь мы понимаем, что хукм — это поклонение. В суре Аль-Кахф Аллах говорит, никто не принимает решение вместе с Аллахом. И во многих аятах Аллах говорит про хукм, про решение, что оно принадлежит только Аллаху. И мы уже сказали, что кто совершит намаз не Аллаху или воздаст хвалу кому-то другому помимо Аллаха, становится кафиром. Так принятие решения Аллах именует поклонением. И если мы принятие решения возьмем и отдадим людям, разве не станем кафирами, судя по этим аятам? В суре Ат-Тауба Аллах говорит, они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. Когда пророк прочитал эти аяты, к нему пришел Ади ибн Хатим. «О посланник Аллаха, но мы же не признавали их господами». Пророк ответил, они дозволили запретное и запретили дозволенное, а вы же подчинились им. Это и есть ваше поклонение им. И теперь давайте сравним эти аяты с сегодняшним днем. Правители запретили дозволенное Аллахом и дозволили запрещенное им. Прелюбодеяние запретно, но они под свободой выбора дозволили это после исполнения 18 лет. Опьяняющие напитки харам по законам Аллаха, но сегодня система разрешает это. Те, кто их поддерживают, разве не поклоняются им, судя по этим аятам? Аллах говорит в суре Майда, кто не принимает решения в соответствии с тем, что не спослал Аллах, являются кафирами. Кто не правит по законам Аллаха и кто их поддерживает, находится в многобожии. И мы сказали, что кто совершит намаз не Аллаху, станет неверующим. А хукм Аллах сам называет поклонением. И кто отдаст это право другому, разве он не впадет в неверие? Некоторые говорят, чтобы стать мусульманином, нужно шахада, совершать намаз, пост. Этого недостаточно. Даже если зовут тебя Мухаммад, если ты несколько раз хадж совершал, как бы ты себя ни считал мусульманином, это тебя не спасет. И что говорит Аллах по этому поводу? Сура Аль-Бакара. Тот, кто отвергнет тагута и уверует в Аллаха. Сначала идет отвержение, затем вера. И не будет веры, пока не отвергнем тагута. Что такое тагут? Слышали хоть? Если мы даже не знаем то, без отвержения которого не станем мусульманами, как же мы тогда станем мусульманами? Раскрою коротко, что такое тагут. Литературное понимание — не иметь предела, заблуждения, нарушать установленные границы. Шариатское значение — дьявол, колдун, правители, не правящие по законам Аллаха. Если я приду в твой дом, по беспределу раскидаю все твои вещи, я же нарушу грани в твоем доме. Нарушу. Весь мир владение Аллаха. И если в ней не судят по его законам, значит люди стали тагутами во владении Аллаха, приступившими грани. И Аллах сообщил, что пока мы не отвергнем их, нам не стать мусульманами. И теперь система. В основе весь мир — система Аллаха, владение Аллаха. Мы обязаны жить по его законам. Но если мы, слабые творения, не управляющие ничем в его системе, судим по своим собственным законам, Да, это хороший ролик. Как раз вчера, по-моему, где-то на площадке была вот эта тема. Короче, типа в шариате голосует, там народ принимает участие. Вот так вот. Не факт, что тот, кто этот говорит, да, вот, что там голосует туда-сюда, не факт, что он, зная это все, просто хочет обмануть, да, там, толпу и занимается подменой понятий. Как правило, вот многие эти люди, они действительно думают, что какая-то вот система там есть, выбора там и так далее. Пират, ты тоже там, по-моему, вчера был где-то то ли у Иордана, это на площадке был.
Как раз об этом мы говорили. И кто-то там... Ты, по-моему, тоже утверждал или поддерживал того, кто утверждает, что в шариате есть какие-то выборы. Не, я это не говорил. Я вообще про другое говорил. Меня когда Иордан спросил, меня слышно, да? Да, слышно. Меня когда Иордан, ну мы общались там, да, а Иордан мне говорит, ты бы какой хотел видеть, Кавказ, что ли, что-то такое. Я говорю, я бы Кавказ хотел видеть свободный, да. А он мне говорит, ну, а правление какое? Я говорю, правление, ну, в идеале шариатское, да, так как 99% населения, они мусульмане, да, и считают себя мусульманами. Естественно, они выберут шариат, да. И просто это я сказал Иордану в противовес того, что, вот, допустим, ну, как бы вот ты конкретно, да, Ибрагим, говоришь, что Конституция была там 92-го года или 90-го, там, да, ну, чеченская, тогдашняя. Вот на сегодняшний день, если вот пофантазировать и там вот освободимся, да, ну, ты же понимаешь, что, ну, как бы эту Конституцию никто не примет, да, народ, я имею в виду, народ, население именно, что они больше будут склоняться к шариату. И я тоже так же сказал, да, потому что, ну, население такое, и они будут склоняться к шариату. И я тоже вижу, что, ну, как шариатское, да. Ну, это, конечно, если мы уже как бы освободимся и так далее, да, хотя это тоже, об этом рано вообще говорить. Ну, я с тобой не согласен, что народ склоняется к шариату. Это откуда ты вот взял? Тоже непонятно. Если ты говоришь о каких-то этих там молодых людях, там, в бородах, там, то это не весь же народ. Нет, это не весь народ, ну просто я что хочу сказать. Вот я же наблюдаю тоже, у меня же есть какие-то наблюдения, я там тоже смотрю, обращаю внимание, да. С каждым годом вот этих вот, так сказать, бородатых, там, хиджабах, там, ну, исламистов, да, так скажем, все больше и больше становится. Вот Иордан мне вчера как бы говорит, вот я раньше не мог, говорит, себе единомышленников найти, ну, таких как Иордан, да, таким мышлением. А вот сегодня я их там нашел, там 10-20 человек, их уже есть, он говорит. Я говорю, если так, то вот этих мусульман, то их с каждым годом все больше и больше становится. Конкретно на Кавказе и вообще по миру, да. Ну, ты же сам знаешь, вот даже у вас в Европу возьми, там возьми, тут возьми. Ну, поэтому я говорю, ну, к чему они будут? Не согласен то, что ты говоришь. Наоборот, есть иная статистика, что каждый год там тысячами, десятками тысяч, наоборот, отказываются от вот этих религиозных убеждений люди. Ну, и вообще тема не мусульман. Мусульмане – это такое понятие растяжимое. Потому что мусульмане, например, могут... Ну, разные есть, да, ты имеешь в виду? Да, просто люди, которые им никакой шариат нафиг не упал. То есть вот у нас, если на чеченцев там сконцентрироваться... Нет, вот, то... Да, говори, можешь говорить. Ничего. Не, я имею в виду, мы же сейчас не говорим про конкретные какие-то вероубеждения, там, про акиду там, и так далее, да? Мы говорим в целом, да? Вот если ты у него спросишь, ты там родновер или язычник, или мусульманин, мне кажется, 100% все скажут, что они мусульмане. Может быть, он и не знает свою религию, там, в идеале, да, как ты говоришь. Может быть, и не знает. Может быть, он и шариат не знает, и ничего не знает из этого, да? Ну, если ты ему скажешь, ты родновер, там, или язычник, там, или, допустим, мусульманин, он с гордостью скажет, я мусульманин. Я это имею в виду. Это понятно. Вот смотри, вот эти люди, которые... Вы мусульмане? По-разному. Вот пират, мусульманин, короче. Вы воевали за эту идею? Есть кто воевал за эту идею ислама? Ну, можно сказать, что есть. Хотя... Кто Вот воевал? тебе здесь что, сейчас возьми, все выложишь, что ли? Или что ты хочешь? Ты подожди в сторонке, в углу.
Кто есть? Кто воевал? Ну, скажем так, можно и так назвать, что за эту... Хотя, смотри, за справедливость, да, то есть когда люди, например, некто, какой-то мусульманин считает, что Подожди, где? Кто мусульманство... воевал? Объясняю, Кто воевал? В объясняю. Афганистане, в Советском Союзе. Кто воевал? Чтобы путаницы не было, я тебе четко на вопрос хочу ответить, развернуто, сразу, без дополнительных вопросов. Вот, допустим, человек, который считал, что мусульманство – это как бы все самое чистое, правда, это защита, короче, своей родины, это защита там своих соотечественников, это борьба. Кто воевал? Да, Кто воевал? это борьба против зла. И вот в таком формате как бы человек считал, что он воюет за идею, там, за мусульманскую идею. Вот ты, я смотрел твой профиль, вот ты за что воевал? Ты воевал, ты где-то... Я тебе участвовал объяснил. в этом формате? Участвовал, я тебе объяснил, как это работает. Ты просто услышал, я же тебе попытался объяснить сразу, что такое вот для меня, например, было воевать за мусульман, там, за мусульманство, вообще за ислам. Вот для меня вот это вот понимание было то, что ты вот за свой народ, против агрессора, ублюдка. Ты воевал? Да, Где ты воевал? ну, можно Вот по твоему сказать, виду что я да. смотрю, ты чеченец, да? Ты себя выдаешь за чеченца. Но где в Чечне ты воевал? Где Я тебя именно сейчас непосредственно как ты сейчас участвовал в как боевых действиях в Чечне? как шампанская пробка увидел, вылетает из бутылки. Вот так, извини за грубость, но ты вот так вылетишь, если будешь перебивать, грубить. Нормально, мы же общаемся. Твоя какая-то внешность, твой там этот. Ты задал вопрос, тебе ответил. Я же тебе на полном формате Ты хочешь говорю. подробно Лично все какие-то операции, в Лично которых ты, человек где ты участвует? воевал и где ты, что ты участвовал? Лично На ты. территории Где Чеченской ты кровь Республики. поливал? Ты лично, ты. На территории Чеченской Республики, где-то в Никогда районе... в жизни, никогда в жизни. Ты в всю районе- жизнь ты жил. Знаешь где? В Ингушетии, в Палате. Петушиться, цадеш, ты не петушись. Кровь, например, проливал в разных местах. И в Грозном бывало, что... Выдавал себя за чеченца, Да. хотя Когда Грозный был осажден, там немного кровь пролил. И он в лесистой местности, когда по башке огромный осколок попал, тоже кровь там пролил. Пока ты где-то там в Ингушетии, в палаточном городке ходил и разговаривал. Перестань. Я же тебя знаю. Я тебя с пеленок знаю, чувак. Перестань. Кто ты тогда? Ты можешь сказать, кто ты воин? Назови себя. Я Ахиллес, сын Липея. Ну, воин уже балабольство. Это просто балабольство. Ты будешь сейчас сидеть, ты меня знаешь, я тебя знаю. Ты вопрос задаешь, тебе... Я доказать. Я могу тебе доказать, Ибрагим, что это так или нет. Перестань, не надо вокруг да около, с плеча рубите. Признайся, кто ты есть вообще. Если ты подкаблучник, реши вопрос на этом, и все на тебя забьют. Понял? Вылези. Еще одна попытка. Вот залезь как крыса, короче, и там торчишь. Еще одна попытка с тобой нормально научить тебя вести дискуссию и перестать петушиться. Еще одна попытка. Попробуй нормально выстроить какой-то дискус, диалог. Задавай вопросы, я тебе тоже буду задавать. Не надо за меня отвечать, не надо меня какие-то навешивать, ярлыки. Нормально ты можешь общаться? Тебе ответят. Лондон.
Так, ногчим. Машто, ногче. Машто, все-таки Лондон. Лондон ушел. Плавать. А ты кем себя в жизни знаешь? Кем я себя считаю или Кем вылезаю? ты, знаешь, кем ты себя знаешь в этой жизни? Я себя считаю в этой жизни пострадавшим от вашей ерести. Вот наподобие тебя, вот тебя, этого, которого знаешь, и все такое. Вы реально, не зная, не понимая суть ничего, вы здесь сидите и пиздите, одну и ту же ложь несете. Ну, ты можешь Что это? нормально разговаривать. У тебя Петушица. нервы не Еще, выдерживают. еще одна последняя попытка и призыв не петушиться. Ты среди чеченцев, кто бы ты ни был там, может ты тоже, да, генетически чеченец. Ты вот здесь среди людей разных возрастов, разных полов. И попробуй себя вести хоть на какой-то... Тем более вот этот вот разговор, он останется в интернете. Твой там голос, потом за тебя стыдно будет твоим там близким, знакомым. Поэтому нормально себя просто веди и все. За речью следи за своей, Видишь, за речью. Нормально тебе разговаривай. стыдно за все это. Это петушица, это сунна пророка. Ну, мы же знаем друг друга. Петушица, это сунна пророка, да? Я тебя знать не знаю. Ты меня скажи вот здесь, кто ты, воин. Я тогда, может, пойму, кто ты. Вообще, я знать не знаю. Со исламу. Чингую. Ты по чингуешь. Хотел? Соне выше нюка, ген дистанцияц. Да, вы лучше, дойшту. Ибрahim Собардия. Эй. Сон, Ежик, махалаху. Фу, ислам. Ассаламу Хомил, нормально. Чинхо, нормально. 2 верса, финс уже духкаял тоже вообще. Ганз нормально, короче. Гергер, лоли, лошнах, бер, тац гергер, на, буно. Ах, почва, дуй, чтаги, штхосан пассажир. Кез гинах сун цапса. Бушевается, да, что-то имеешь. Кез гинул. Дела. Дела, гинах, больше. Я да это ты ж ашхер болнишь сега. Но в любом случае, вы нюка, вы зуром мои. Хота гуати хуш, мудуй масарна. Петушица, мадебо, гудоса, муацонза. Это машу. Хинц хода эриях, как учу? Машу, Сажим успокоиться, да. Сажим петушиться, да, хайца, да. Опять техка, ну, и цаха, суне, худин, ну, обычно цатерюха, манер, 5 техка, чух. Ну, 5 техка, только масерги дихарду. Все, кто там, я не знаю, выпил под настроением, я не знаю, еще чем-то, где-то, я не знаю, в постели где-то с кем-то. Пожалуйста, в таком состоянии мне без разницы, я тут к шариатам не призываю, да, ну просто когда вы или в нетрезвом состоянии, или с кем-то спите там, я не знаю, или еще чем-то занимаетесь там, хрен его знает. Вот в этом состоянии, в этих ситуациях не заходите сюда, на общественные площадки. Немного научитесь вот так, как себя вести, там, культуру. Да, самоне, а петушица, да, 5 мой оформат, он за самоне, звестил, шолори, жабо, все это петушица, да. Стелса, но ушен зажим, ола и рюстов заш на хоч. Так, машу, келчубек наш. Дистрелбек мобил, просим прощения, шупрашим пан, короче. Бил бях бил хундас, имхаунтен истеллэг, сунцен истеллэг дас, имхаунтен истеллэг точно сунхэн лэгду иза. Цевес ха мич давалит валха. Ибо худу
Bu sol din çür ve so sanha çür ve va somu vol çür so çahla sırılç. So din çür sada sırılç. Sever so sever zvalış vas. Ba soje qadrela qozavech vagwait. За меня не решайте, не переживайте. Цеверзи. Так, Это ж вас. Анастасия, за подарки ДРС благодарю заранее. Все, кто там подарки дарит, кто тапает вот этот эфир, кто делится ссылкой, кто принимает там участие в комментах и так далее. Всем огромная благодарность. ДРС Хуйлмасана. Все, вот этот весь мат, да, матершинство, вот это, короче, сапожниковский. Амин, обратно, бая. Да, сапожниковский вот этот язык, потом матеря, отцы, когда вы вот это материтесь там, вот это вот все полностью, что вы уже сказали, наговорили, что вы говорите и будете говорить, просто как вы вот здесь, это все, этот весь, эту грязь никто повторять не собирается, да, и кто будет это говорить, будем их тоже здесь тормозить. Ну вот эту вашу грязь никто повторять, как бы, ну, из тех, кто там, спикеров и так далее, не будет. И просто вот как вы вот это все говорите, амин обратно вам, назад отсылается. Ибраим, у кого нервы не выдержали, тот проиграл. На личности не надо переходить. Вообще, в общем, я не к тебе обращаюсь. Касается всех. Это не мой стрим. Но тем не менее, надо немного за метлой, за своим языком следить. Кто бы здесь не был. Совершенно верно, полностью поддерживаю. Так, еще одна попытка принять Лондона. И его, не знаю, научить что-то. Уже он, правда, взрослый. Ты можешь мне... Взрослый человек, да, ну, как бы попытка его чуть-чуть, скажем так, вернуть каким-то вот этим устоям, каким-то там культуре. Владимир, говори правду. Мультур, Вокруг да около не бегай. Скажи четко, как этот молодой человек сказал только что. Ногти халам, ногти урш, а дег дица. Кик абцудай, мадари дич. Вот на чеченском чисто, знаешь. Дадуючуна вообще хьечуэцу, да, тем более. Пять яхкин, короче, гушу хай паяльник, я цалу еще. Им что успокоиться, да, она за 20 отжиманий, за пробежки, на куроки, сальто, хайгела, сальто, гумаешь, таю хула. Таган керенде до выходной подвыпил человек на веселе. Так, к нам вот зашел из Наур Машо, можно говорить. Маша, да, Маша, ход, Маша. Ход, живи. Хэшун, Машу. Хорошо. Смотри, Маша, Дамася, Маша, Фат. Добрый день всем русскоязычным. Добрый вечер. Хамди, можешь дохти, ход, ты говоришь, можешь ми? Дека, что? Тебя года. Чуть-чуть с запозданием. Хамдас, доктор, хосту делок. По привычке, алхамдулилlah, довоз хавертиш. Софавар, вендетта, в Кабуле под мостом Ватс. Он нас всех обманывал. Я вот в Кабуле, вендетты тут нету. Вендетта вошел.
Vendetta, по-моему, Så jim det er vel rundt og det er på lær chat mark kadoks. Zega dina khaders på mark tag let's say that kakain in homa eures hayok shlamas kara. Jo zega khwatna zega hosh shonza. Kizan tirit to mojaj. Ну, эмоцию со связь. Судаха зацхози есть особо. Не слышно. У тебя там шкала показывает, вот это интернетная. Короче, одна палочка только. Видимо, у тебя слабовато интернет. Поэтому. Это есть это, ком халач, انت دقيقة زجاج. Вендетта тикала валара тика хухрдер. Ибрам, вопрос тема. Тем Хатсу, но Нагасан, если по Афганистану, по Кабулу, по Афганистану, вопрос есть. Тему хотел Готов ответить. На самом деле, то, что нам показывают, и то, что есть. Я тему про Кабул хочу продолжить. Это если бы давай. Вендетта там был афганч раком сахта от кегат эрдяч бояк. Сейчас сбавлю офигенно. Вообще хулиган. Я тест фосу. Зачем время на это тратить? Хачевян учить каналы. Шаешь, короче, бусол дючор, шаек, и что згайс кишал конченый сапожник, юхош, иду к тоху. В одной клетке, Есть ЛГБТ, я не могу понять. и ислам, и вот этот русский мат в голове. Как это интересно. Не, он почему-то связан бывает в последнее время в HR, в войнах, именно с ЛГБТ ценит, связано хулк с мастерой в HR. Зачем это говорить? Ах, это что? Ногти дить еще, голова дить еще, я не знаю. Багр хар, что канал. Я вообще... Что тест фосу сама благодаря. На войне, да? И опять, главное, руку там тянет, лезет, опять. Там затемшин, запалюха. Сажим очула дугыз, немного посидите там внизу, поучитесь, как себя, как разговаривать. Ибрахим, если вы мне буквально Как-то минуты перебивать. 3 дадите, я попробую чуть-чуть рассказать про Афганистан и спущусь, потому что связь все-таки плохая у меня, я чувствую. Все, пожалуйста, вы столом. В общем, Кабул, в принципе, достаточно чистый город. Как бы они не пакистанцы вообще. Да, есть, конечно, свои моменты здесь, да. Женщин здесь много. Я в синих этих бурках я их видел здесь всего, я тут не 10 уже. Всего 2 я видел. Даже с открытыми волосами я видел многих женщин. Они достаточно молодые, но тем не менее. Талибан взял власть и очень настроен. Я был по разным министерствам здесь, по разным организациям государственным. Очень настроен он здесь именно молодая власть, молодые министры, молодые директора всяких департаментов. Они настроены свою страну сделать хорошей, нормальной. Цаголи такой большой у них такой народный порыв сделать свою страну нормальной страной. Еще один интересный момент. Они не дают своим студентам с Саудовской Аравии там учиться, и оттуда каких-то проповедников сюда не пускают категорически вообще. У них ислам очень, скажем так, вот у нас там, грубо говоря, татарский ислам вообще рафинированный, и есть там и бентаймиевский, да, а у них средний. Они как бы из своей молот, лишь агар, перска, бисен, сарен, хаму агар, Навруз, как бы у них нету такого, что культура, традиция, это все. Арби вообще бизиш батер, они вообще терпеть не особо не могут, прям вот А вообще. там видно этих
Бачи позови. Да вот, интересно. Ну, много чего интересного, на самом деле. Никакого я этого не видел. Я так спрашивал про это вкратце, там, знаешь, так, неудобно все равно прямо так. Он говорит, ну, это, говорит, то же самое, что, говорит, где-нибудь в Екатеринбурге найти, говорит, алкаша валяющего и сказать, все русские вот такие. Это, ну, примерно такая, говорит, тема. Короче, как-то так. Ну, на самом деле, достаточно интересно и очень... Ну, если они не будет войн и их оставят в покое, я думаю, их ждет неплохое будущее. И плюс отмазка... Хиджру тут сюда можно смело делать всем мусульманам, и отмазки уже потом не будет, что там здесь плохо все. Ничего здесь такого прям... Чувство прекрасного у людей есть дома, растения, как-то, знаешь... В Министерство обороны зашли, вроде там кругом там заборы, колючая проволока, а внутри фонтанчики, травка, розы. Такие, они нормальные, в принципе, люди. Просто их, ну, век войны, грубо говоря, тоже свое, наверное, имеет по-любому значение. Но они настроены на развитие, прям конкретно. У них здесь стройки идут. Они вот как-то вот... Весь народ такой вот, он настроен на развитие, на положительное, на соблюдение закона. Так что покажешь. Афганистан совершенно нас не Вкратце вот так интересует. Вот. Могу, то, что могу вам рассказать. Да, это нормальная информация. И наладить Аезартигар и как бы вид на жительство, вот это вот, мосты какие-то аккуратно наладить, чтобы желающих можно было бы туда оформить. А то... Ну да, все, кто хочет, ислам, шариат, пожалуйста, приезжайте, здесь все нормально. Тут, в принципе, жить можно как бы. Ну, на самом деле, да, как бы тут есть еще не все так, все радужно, конечно, не Европа, естественно. Но лет 20-30, да, и у них все будет нормально. Интернет. У меня интернет сейчас не Wi-Fi, LTE-шный такой. Да, слабоватый, но зато нормально, рабочий, действует. Там есть интернет в Афганистане. Это я на российском сейчас. Wi-Fi, когда здесь нормально здесь. Чуйский ютига, вязия. Чарся, Чарс. Как там она... Самое интересное, хочешь, вот про Чарс я расскажу. У них, не знаю, не попробовал, но я расскажу про их отношение к этому. Во всем мире, говорит, и у вас в России везде к этому отношение, как такой наркотик, который вот хихи-ха-ха. Мы, говорит, к этому так не относимся. Мы относимся к этому как к лекарству природному, данное нам Богом, которое там в месяц, в 2 месяца, 1 раз мы, чтобы освободить голову, чтобы чуть-чуть негатив снять, можем покурить в кругу узком. И все. И мы, говорит, из этого не делаем какое-то что-то. Это, говорит, именно такой антидепрессант в народе у нас. Это, это разные отношения совсем к этому. Только бизнес. Насчет бизнеса я не говорю, я имею в виду с употребления их. Вот они к этому относятся так. Не как вот наркота, которую покурил, и наркотик, а вот по-другому. Именно как к лекарству. Они прям так и говорят. Это, говорит, вообще вы не понимаете, говорит, как мы это видим. Я видел тут на шашлыках вот представителей там вот этих стран, да, там Азии, там Средней Азии, Ирана, которые во время пикников там у них такая кувшин такой с вот этим уолаштунах и ушадятся бурбулятор. Да. Там в хиджабах с ними вместе девушки, парни. И они вот так по кругу, передают. Нормально затягивают это дело. И потом сразу становятся и намазы делают, Вот как бы наоборот, типа вдохновляет это их. Вот сейчас Афганистан в 1979 году убрали своего падишаха. Какой строй сейчас там? В данный момент. По крайней мере, чего они там строят?
Ну, понятно, Советский Союз, когда пришел, они строили социализм, не получилось. Америка пришла, попытались построить демократию. Ну, не получилось. А чего строить сейчас? На какой путь стали? Хотя это не наше дело, но интересно, чисто любопытство. Бяхм Бахлыч, я вот зайду обратно через 5 минут, сейчас Wi-Fi настрою. Наверное. Живя на Западе, в какой-то, да в любой демократической стране цивилизованной, я бы ни за что бы не пошел бы ни под каким предлогом в Пакистан, в Афганистан, в Иран. Sayın зуятителер пассикцы бюдыш. Вала, Уруацерк, Афганистане, тем более. Цаум наладить-то, яцада. Если люди, население не хочет жить нормально, Ибраим, лучше, чем демократия, на земле еще не придумано. Да, А если народ, я понимаю. государство не хочет жить при демократии, ну не хочет оставить их там, где они есть, пускай сами строят свою бытность. Жить в демократическом государстве, в правовом демократическом государстве, прежде всего нужно быть честным самим собой. Демократия, западная демократия, нам Северный Кавказ не подходит. Такая То, что ты говоришь. Она нам Какой нахрен подходит? нужна. Так мы же жили. А? Ну, смотри, западная демократия, я тоже, например, где-то это озвучивал, там, демократия, светскость именно западного образца. Но когда здесь идет речь даже о демократии западного образца, это имеется в виду о вот этом механизме там, власти, механизме там, формирования там, общественных каких-то, я не знаю, там, государственных институтов, каких-то общественных организаций. Вот это сама, скажем так, стратегия там, государственная, какие-то в государстве там, любые сферы, короче, государственной деятельности. Вот западные страны, они четко показывают, как это все функционирует. Если мы возвращаемся к каким-то культурным моментам, то у народа все равно есть какие-то культурные особенности, которые вот никто никому навязывать не имеет права. То есть если у тебя в культуре, в твоей самобытности, короче, есть свои особые там специфические какие-то эти устои, короче, туда никто вообще лезть. Как вот этот народ, он же сам себе как бы, скажем так, ну, устанавливает какие-то там порядки и так далее. Поэтому вот это вот понимание, о нем опять и опять нужно говорить, это очень важно, потому что наше общество, оно одурачено, вот годами сидят, там, демократия равно там ЛДПР, ну, как бы цензура, да, понятно, о чем идет речь. Потом демократия, это какие-то, я не знаю, публичные вот эти места, там, какие-то девки, не девки, вот это развратные какие-то, ну, это как бы от культуры народа, вот от самобыта, от вот этого зависит. Тебе никто не может там, сделать тебя развратным в демократии. Как раз таки в демократии ты полностью, каждый человек имеет право голоса, и это общество, оно регулирует вот свою, скажем так, самобытность, короче, свой уклад там. И когда ее нету, этой демократии, то там тебе могут прийти вот русские какой-то Ваня, привозить тебе Зверева, устраивать какие-то шоу там,
привозить всех вот этих ЛДПР, там, Киркоровых, Басковых, Ван Даммов, короче, даже из Западной Европы, там, Стивен Сигалов, всю вот эту разноцветную, короче, их, скажем так, медийную вот эту среду. И там ты как бы просто выполняешь эти все условия, которые тебе навязывают. А так, ну, не имеется в виду, что там привести кого-то, не привести. Но тут ситуация такая, что вот в России, как правило, именно через телевизор, да, через средства массовой информации, вот все, короче, вот эти, скажем так, нетрадиционные дела, какие-то вот эти развратные дела, они все в телевизоре у них на первом месте там сидят. Если в других странах это не популяризируется, то вот в России это именно популяризируется. Поэтому ты не можешь, как бы, и народ не может отказываться от этого, когда ты невольный. А когда у тебя демократия, то у тебя народ это регулирует. То же самое с шарикатом. Шарикат ты не можешь им, скажем так, этот шарикат, его куда-то упорядочить, иметь при этом шарикате там свое мнение, свое слово, как бы его критиковать ты не можешь ему противодействовать, ты не можешь голосовать против какого-то шариката. То есть потому что ты в шарикатской среде вообще ты никто. Там есть свои хозяева, они сами, короче, за все отвечают, и этот шарикат, он уже там прописан и списан. Ты просто его выполняешь. А в демократической системе там именно вот ты являешься одним из тех, ну, как бы весь народ, он участвует в формировании своего вот этого повседневного там образа жизни и так далее. Что можно, что нельзя, Алхершуховый. Ну, смотри, демократос, опять мы приходим к тому, что надо это подробнее разъяснять. Демократос – это народовластие. Демос – народ, кратос – там, властвовать. Ибрahim, Бяхмабил, я тебя перебью. В нашей генетике заложено, что приемлемо, что неприемлемо. Я имел в виду, западная демократия, ты только что озвучил, да? Цигайол бюгал, цацюл бюгал, яц. Вайн мекшац бордарсай. Опять мы приходим к тому, что вот полчаса я о чем-то говорю, и опять ничего не слышно как будто. То есть ты полчаса пытаешься объяснить, что народ регулирует систему, в которой он живет. Тебе не Запад его регулирует, не Восток, не шарикат, ни шейхи, никто. А народ регулирует свой вот этот самобыт, свой повседнев, где он живет. Вот это называется демократия. Да. И если в твоем народе там, я не знаю, все, я уже за грубость извиняюсь, там, петухи, да, что нам тут пытаются, короче, навязать, что если у нас будет демократия, то у нас, короче, будет, я не знаю, везде ЛДПР. Это, если у тебя народ петушинный, то, конечно, он будет, и что ты его, если у тебя каждый второй Зверев, как ты хочешь сказать, то нахрен твой шариат или не шариат, если у тебя с такими мозгами люди, что ты его, короче, сдерживаешь, что ты его не сдерживаешь, какая там разница, когда это уже дохлое вообще общество. Вообще бессмыслица моей полная. Так, кто это у нас? Микрофон дышит.
поэтому важно это разъяснять. Просто это вбили, да, там, годами, десятилетиями уже. Демократия – это понятно, западная демократия. Западная, не западная демократия вообще. Если мы говорим о государственном устройстве западного образца, или я не знаю, какое еще бывает там. Какое-то там, вон как в Турции государственное устройство. Или русское, российское. Или вообще русское, или я не знаю, как он в еврейском государстве, да, там Израиль, вот, что-то вот так можно, да, там параллели какие-то проводить. Но в частности, вот в западных странах, когда чеченцам ты разъясняешь, это более понятно, потому что мы вот на территории, в основном Западной Европы, многие проживают, кто вот слушает здесь, и лучше понимает, о чем идет речь. Если о государственном устройстве мы говорим, вот западных стран, западноевропейских стран, то уже понятно, да, вот какие здесь условия, как здесь научились. И там будет это медицина, будет это там строительная сфера, будет это порядок, там будет это все что угодно, короче. И вот эта вот система, она вот такого образца, она как раз таки благоприятна, поэтому сюда и едут люди. Если мы говорим о каких-то этих, опять возвращаемся к культурным ценностям и так далее, то это уже вообще другая тема. Да, культуры тоже, короче, у западных стран можно культуре поучиться. Потому что здесь, вот, в европейских странах очень любят, короче, соблюдать пунктуальность, например. Соблюдать какие-то, когда люди где-то, справедливость, скажем так, да, там где-то ты в какой-то очереди стоишь, а другие регионы или люди из других регионов ведут себя как обезьяны. Вот ты сразу, я извиняюсь за грубость, но ты сразу видишь, что обезьяничаешь, да? Нормально, вот как человек, вроде все где-то там очереди стоят или где-то в толпе как-то себя ведут культурно, короче, и раз там какая-то обезьяна начинает дергаться, короче, непонятно себя вести, ничего, перестает соблюдать там что-то. Да, из-за нормально, да. И то, что в западных вот этих странах это соблюдается, вот такие моменты, это хорошо. А в чем ты видишь различие между западной демократией и русской демократией? Я вижу в том, что в западной демократии люди при нем живут, а русская демократия не думает, что живут в нем. По факту не так. На Западе демократия, если мы говорим о государственном устройстве, то на Западе не любят царей пожизненных. На Западе хотят, чтобы цари меняли, скажем так, слуги народа или руководители. Да, руководители, которых выдвигают, на Западе любят, вот как и нам это свойственно было там на протяжении нашего там исторического пути, любят, когда сменяется вот это вот руководство, когда люди участвуют сами во всех процессах. То есть вот в государственном устройстве, вот так, в российской демократии, ее нужно, там, если ты гражданин уже, да, все, у тебя такие же права полностью. Вот стал ты гражданином, у тебя полный, даже если ты не гражданин, если ты находишься в статусе, политэмигранта, у тебя почти те же самые права, за исключением права выбора, голосовать там в государственный, и то туда голосовать, да, потому что в других каких-то этих ты тоже можешь учить.
То есть полная социальная... Мы с тобой живем на Опять Западе, не сталкиваемся. Социальной справедливостью. Опять возвращаясь к вот этому, к русскому миру, к русской демократии, к российской. Там ты, будь ты гражданин, не гражданин, ты если не русский, то ты, ну, чурка, да, там, осуждаю туда-сюда. Ну, Ибрагим, я вас перебью. Можно вам вопрос задать? Да, приветствую, можно, давайте. Приветствую. Я не хочу никак этим вопросом обидеть вас. Я очень хорошо отношусь к чеченскому народу. Но мне просто очень интересно. Вот я вижу, ты поставил себе на аватарку это флаг Ичкерии, да, наверное, и Украины. Ты не любишь, да, российский народ, я как понял? Любить его, не любить, у меня такого вообще нету. У нас... Так, мне уже предупреждение, да, там, доступ к эфиру туда-сюда. Я здесь об этом не говорил. Не, ладно, я просто скажу, ну, ты... Не надо на меня здесь... Не надо на меня Фотография здесь... Подождите, Леон, это ты? Один момент. Привет, не надо привет, да. на меня здесь стучать, меня провоцировать на эти вопросы. Я, к сожалению, с Российской Федерацией, Чеченская Республика состоит с 1999 года. Чеченская Республика Ичкерия состоит в состоянии войны с Российской Федерацией. И все преступления против чеченского народа, которые проводятся с этого времени и до этого, в первую вот эту войну, за которую так и не понесли ответственности, вот это вот все остается в силе. Оно никуда не девается. За это кто-то должен нести ответственность. Перезайди, сейчас, секундочку, Ибрагим, перезайди, чтобы не было этого, бана. Да, Перезайди. Вот он... Ладно, я понимаю, вы тут еще чеченцы сидите, да? Автор тоже чеченец, правильно? Вообще-то я стоял на очереди. Ну, сейчас я у него хочу спросить. Вот мои мысли вслух. Он считает, что Россия сделала... Сейчас, подожди. Я вернусь к той тематике демократии. В чем разница между русской демократией и западной? Мы живем при западной демократии, с ней сталкиваемся каждый день, каждый божий день. То есть социальная справедливость, которая есть на Западе, которая не снилась даже России. Если, посмотри, в России, если есть на европейском континенте страна, где есть социальная справедливость, то это Европейский Союз. А в России полностью социально несправедливо во всех аспектах жизни человека. Буквально. Примите Ибрахима. Не понял. Ну, Ибрахим, я говорю, автор, прими. А ты сам что любишь? Как ты смотришь на Россию? А ну-ка, Я? Да, Так, я просто чуть-чуть хотел... Подожди, Ибрахим, я не закончил. Вот ты говоришь, там Россия какие-то преступления сделала. А я вот хочу услышать от тебя, а Чечня никакие преступления... Сначала. А Чечня никакие преступления не сделала в период войны? И после войны? Объясняю. Чеченская республика... Так, можно я закончу просто? Давай. Когда этот вопрос задавал, я выскочил отсюда. Чеченская республика не совершала никаких преступлений в отношении Российской Федерации. Были какие-то криминальные личности, криминальные моменты, которые должны нести ответственность. Я не против этого. Но государство чеченское, оно никакого преступления в адрес российского государства не совершало. Да, то есть и терроризма не было тоже. И терроризма тоже не было. Государство не совершало никаких преступлений. Но государство снабжало, давало деньги и конечно, поддерживало. не снабжало. Где это вы видели, чтобы кто-то... Например, вот этот Шамиль ваш, как его? Шамиль Басаев. Да. Он разве не террорист? Ну, как и Путин, если террорист. Подожди. Сейчас речь идет за Чечню, а не за Россию. Если мы говорим о первой русско-чеченской войне, то Шамиль абсолютно никакой не террорист. Если мы говорим о второй русско-чеченской войне, то что произошло в Беслане,
Да. Вот и то, что он как бы на себя взял это дело, вот за это его оправдывать у нас не получится ни у кого. Если мы говорим о Дагестане в 99-м году, то, что произошло, то тут как раз-таки встречный вопрос. Что делал в селении Карамахи и Чабанмахи директор ФСБ Степашин в 99-8 году, когда приезжал и говорил, что шариат – это хорошо, привозил туда гуманитарку и говорил, чтобы вот такой бы шариат во всем Дагестане. Это что тогда такое? Почему там Это была постановка, Ибраим. Ну, как я скажу, я... Подожди, Лори, у меня к тебе вопрос. Лори, подожди, дай слово сказать. Лори, ты говоришь Беслан, да? Беслан. А в Чечне за 240 с лишним все вот эти... Все разбомбили школы. Мы об этом как раз и говорим, что русское государство нанесло вот этот ущерб, оно несет ответственность за 300 тысяч погибших гражданских людей. Кстати, 20 тысяч русских граждан погибли в городе Грозном в Первую русско-чеченскую войну, которые в основном в городе Грозном проживало русское население. И их бомбили русскими бомбами, русскими там, артиллерией, авиацией. Осуждаю туда-сюда, мы разъясняем сейчас исторические моменты. Дайте ли он тоже там высказаться, он уже давно хочет. Да, всем добрый вечер, Лори. Вот ты сказал, чем отличается демократия Европы и России. А в России что, есть демократия? Не, это не я говорил. Есть, это моя тема. Я это как раз хотел разъяснить, и меня начали блокать. Я хотел разъяснить, в России есть демократия для русских. Сейчас опять будут на меня стучать. Как бы вы ни стучали, все равно для русских там есть демократия. И Путина выбирают в России. И там вот это... Я поэтому объяснял, что в западных странах демократия, она... Демоскратос, народа власти, то есть то, что народ выбирает, вот так у них и работает. В России выбирают царя. В России, подожди один момент. В России выбирают пожизненного царя. В России выбирают титульных этих там наций всякие, потом государства образующие. Там и есть неравные права абсолютно. Поэтому там как бы вот Путина, вот эту систему такую диктаторскую, она приемлема там. Поэтому и вот так вот сами русские выбирают ее. В западных странах такое не выбирают. Там выбирают смену власти, контроль ее полностью. Вот этот вот весь механизм, да, там выбор, контроль власти, там в нужный момент есть определенные институты, которые могут там импичмент сделать, которые могут осадить, скажем так, взорвавшегося или взбесившегося какого-то руководителя. Поэтому там так. А в России, наоборот, барин лучше знает. То есть вот такое вот там культура. Ибрагим, да. Смотри, это ты же в России, все народы, которые живут в России, это будет всегда... что тот народ, который в большей численности, он будет превышать твои полномочия. Это, то есть, Ты нормально. сам Россию? Лори, мне вот интересно, ты вопросы, ты сам как вы относитесь к России? Твое отношение к России какое? Идеального государства не существует. То есть, есть свои минусы и есть свои плюсы. Ты мне просто должен задать конкретный вопрос. Я тебе задал конкретный вопрос. У меня нету вопроса. У меня нету к этому ответа вопроса. То есть... Тебе какие... По вопросу, слушай меня. Твое отношение к России какое? Нейтрально. Ты его поддерживаешь, не поддерживаешь? Нейтрально. То есть мне все равно. Что значит нейтральное? Ну, нейтрально. То есть я и не критикую, и не поддерживаю. То есть ты считаешь, что нормально... Вот смотри, в последнее время... Леон, извини, пожалуйста, 2 слова. Я извиняюсь, 2 слова, перебил тебя. Лори, как это понять? Да. Не поддерживаешь и не осуждаешь. Как ты где-то в середине плаваешь? А почему я должен... Он нейтрально относит. А почему я должен критиковать? Да или нет? Нет. У тебя одно должно быть. Да или нет? Осуждаешь, не осуждаешь? Нет такого. Нет. Хорошо, я не осуждаю. Ты в России живешь? В России живешь? Ну, я жил в России, сейчас нет. Сейчас нет. Вот смотри, как ты смотришь на такое, что
когда ты выходишь на улицу и говоришь против своего правительства, не важно что, даже против войны тебя сразу на бутылку садят. Или сейчас, смотри, что происходит. Сейчас сами же россияне, я тебе покажу 6 роликов, вот это ученым с губами, которая высказалась, да, там все там ее поддержали, так оказывается, не только она высказывается, куча людей высказывается против правительства, что они перегнули палку, что до них сейчас дошло, что они крепостные, а те деньги зарабатывают, понимаешь? То есть политики зарабатывают деньги, а они уже как рабы. То есть они почувствовали, что жизнь у них нехорошая, да? Кушать селедку с картошкой, а батька говорит, вы же не кушаете много, это же будете пополнять, это десерт. Они наконец-то поняли, что кто-то живет хорошо, отлично, а они как рабы живут, понимаешь? До них начала доходить вот эта информация в голову. То есть они начали увидели, что страна умирает, исчезает экономически, и понимать, что приходит ей конец. Понимаешь? И все больше и больше россиян начинают высказывать правительству в открытом видео, в эфире. Хорошо. И А ты считаешь, что это хорошо или плохо? Смотри, то, что народ не может высказываться против своего правительства, то есть я не могу сказать, что я против СВО. Ну, за это посадят на бутылку. Но разве в Чечне ты не можешь сказать, что кадыровцы какие-то там такие? То есть ты только... А кто напал? Подожди, давай оставь кадыровцев. Ты не можешь, ничего кадыровцев ты не можешь ничего в Чечне сказать. Ты в Чечне не можешь сказать. Ты в Чечне не скажешь ничего, что Кадыров такой сикой или что? Или почему своему сыну дает медаль? Кадыров это и есть Россия. Кадыровцы. Что ты мне рассказываешь? С чего ты взял, Лори, что в Чечне... Вообще, зачем эта параллель? Чеченская республика находится в полной оккупации Российской Федерации. Там вот Кадырка, которого вы поставили, вы там русский, это полностью как бы русский ваш продукт. Я не знаю, ты русский, наверное, да? Нет. То есть это поставлено вот русскими их свой человек, который полностью выполняет точности все команды, который не имеет никакого понятия управления государством, какие-то, я не знаю, вот эти всякие постройки там показывают. Он как его троллил, которого, отправили на концерт Кобзону, русские, в Дубае, там, в Эмиратах. Ямадаев. Вот он его троллил, говорит, кто начальник Пужуха, что ли, добавил? Да, кто такой-то? Он там по медицине или в Пужуха работает. Что его постоянно где-то показывают, когда стройки какие-то показывают? Что такое вообще? То есть вот это такая персона, которую там показывают, якобы она там что-то делает, но по факту все, что там происходит, это как бы громоотвод, скажем так, да, вот, чтобы, если бы там какой-то Сидоров пришел бы, вот русские поставили бы Сидорова, то получилось бы так в глазах всей мировой общественности, что Сидоров не дает жития там чеченцам. А когда поставили туда вот такого Кадырку, то получается, это вот он чеченцы его там выбрали, мы русские в стороне вообще к этому отношения не имеем. У нас там только 200-тысячная армия просто для интереса, для спортивного интереса находится на этой территории. А мы тут вот в стороне, и самого Путина даже чечены мучают там. Он, Илларионов, один из 8 приближенных Путина, который сейчас на Запад перескочил, показывал какие-то мультики, да, когда Путин приезжал в Чеченскую республику, и вот на Западе он, чтобы его прислушиваться, да, кто там, типа он особо приближенный к Путину был, так, у кого это микрофон шумит? Благодарю. Давайте выключайте, друзья, микрофоны, когда не говорите. И сделал какой-то ролик, где показывал, что там Путин бедный приехал, его кадыровцы водили везде, с ним фотографировались, даже от сына там Кадырова кто-то его защищал, боялись там где-то на стрельбище.
То есть вот это вот дополнительное, так скажем так, подыгрывание на западном, в западном мире, да, то есть и здесь на месте пытаются показать через все СМИ русскоязычные на Западе, сделав из вот этого персонажа какую-то личность, да, как будто бы она ответственность, ответственность, понятно, она несет за то, что она выполняет преступные приказы. Но то, что она какая-то автономная или вот такая персона, да, которая там что-то от себя делает, это не соответствует действительности. То есть это как раз-таки для всего там мировой общественности, для зрителя вот такая вот картинка, что это чеченцы, у них между собой какой-то Кадыров, они там ему что-то сказать могут, не могут. Вот такая Сколько ситуация. сегодня русских войск в численность в Чечне? Никто не в курсе. Смотрите. Все русские войска воюют в Украине. Сколько же осталось в Чечне? Не, оттуда они не убирают, там этот контингент остается, потому что... Смотрите, я сам по национальности армянин, но я сюда, наверное, более пришел защищать русских, чем как-то оскорблять. Я вижу, ты такой же, как Симоньян. Я пророссийский. Потому что Армения не ушла. Давайте не будем на это переходить. Да, он может оправдывать кого-то, но мы можем просто дискутировать. Возможно ли подлежит ли оправданию, подлежат ли какие-то действия или нет? Ибрагим. Мы можем разобраться с точки зрения там, человечности, с точки зрения права и проверить, как вот это вот все работает. Да? Мне кто интересно, прав, кто... Чем он поддерживает Путина? Чем тебя Путин так... А ну-ка, расскажи мне, пожалуйста. Кроме того, что он кинул Армению, конкретно кинул, красавчик, молодец. Дальше, продолжай. Нет, ты Армению сюда не приплетают. Вот Армения это вот вообще ни при чем. Армения это Армения. Зачем ты Армению приплетаешь сюда? Ты же армянин. Я армянин. А причем сейчас идет разговор за Чечню и за Россию. Красавчик, как ты говоришь, красавчик кинул Армению. Я не говорил, что Путин красавчик, но я сюда пришел защищать Россию, а не Путина. Путин и кто представляет Россию? В смысле, народ. Народ кого выбрал? Путин это Россия. Путин. Все, молодец. Приехали, видишь? Куда смотреть? Путин для своего народа сделал так, как надо, как он считает нужным. И его народ не осуждает. Его народ не осуждает. А народ не осуждает. Народ боится сказать слово, это значит не осуждает. Ну смотри, то есть если кто там... Боятся сказать по очереди. Да, и давай я сейчас скажу. Ты хочешь сказать... давай, говори. Давай. Боятся сказать те, у кого родственники погибли на СВО и которые хотят закончить эту войну. Они боятся сказать. Хочешь сказать, что в России сейчас... Полегло русских солдат в Украине. Как ты думаешь? Подожди, у меня тему. Ты хочешь... Мне надо базу, секундочку, ребят, дайте мне это. Мы с тобой закрыли сейчас, сказали, что народ выбирает правителя. То есть народ выбрал правителя. Путин это есть Россия. Ты хочешь сказать, что сейчас любой человек может выйти, сказать просто любую вещь против Путина, и ему это даром пройдет, все нормально пройдет. Публично. Как при Сталине. Ну, если смотри, если ты на Красную площадь выйдешь, если ты будешь как Навальный, то да, тебе прилетит за это. Я тебе говорю простых людей, простых людей. Выйдет, он скажет, Путин... Да, 18 есть. Да, 18 есть. Ты уверен? Мне? Голос у тебя 14-летний. Это вообще не имеет сейчас. Если он говорит, что ему 18, то ему 18. Все, нам не должно. Ну, смотри, 14-летний не может так рассуждать. То есть 14-летний, мне кажется, даже история. Давай, послушай. Ты ушел от темы. То есть я говорю о том, что выходит простой человек и говорит какие-то вещи против Путина. И ты говоришь сам, подтверждаешь, что это его на бутылку посадят. То есть получается там демократия полным ходом, да, только русская, по русским понятиям.
Правильно? Да, да. Вот. Теперь смотри. То, что Россия кинула Армению, это факт. Хочешь ты это, не хочешь. Вот ты говоришь, что он красавчик. Я тебе тоже говорю, да, он красавчик, молодец, Армению кинул. Хорошо, да. Так живи с этим. Ты армянин, где он, подожди, кинул твою команду. смотри, в плане того, что он не предоставлял защиту, это ладно, но Армения сама виновата, что Карабах просрала. Как это? Подожди, тихо. Армения сама Был договор. виновата. Армения сама виновата. Стоп. Подожди. Был договор, да? Есть договор, Да. есть союзники. Была армия стояла, как не стояла, да? Да. Пришли туда турки, и они засали и отошли. Все. Молодцы, красавцы. Ты про Леон, 2020? этот пацан прав, как и Ибрагим. Он хочет сказать, что все россияне, в принципе, они любят своего Путина. Суть к этому все сводится. А я о чем говорю? С этим не поспоришь. Я о чем говорю? Именно об этом я тоже как-то Да, правильно но подход есть сделать люди- к этому вопросу я не Да. умел. Ибрагим сумел. Этот пацан хочет это утвердить, что да, выбор русские россияне свой сделали. Они снова и снова будут голосовать за своего Путина. Так мы это подчеркнули. Мы это Несмотря на все подчеркнули. ошибки царя своего, говори. Мы это подчеркнули с ним на первой минуте. Что вот Подожди, вот ты говоришь Чтоб не про было- конфликт с есть Азербайджаном люди, или с скажем, турками? есть люди, скажем, 40%, например, 40%, например, или 50%, которые не согласны с ним, да, которые не хотят этого режима, не хотят этой власти, не хотят, чтобы политики имели людей, а люди жрали говно. То, что они сейчас начинают говорить, уже в открытую, не боясь, знать, что их потом сейчас на бутылку посадят, да? Но они уже понимают, что уже перешел этот пик. Что происходит в России? В России, понимаешь, люди думают, что они живут хорошо. Даже если он куда-то поедет, какую-то там эту за границу, я видел, что такое русский турист. Это мне его жалко. Вот, то есть они думают, что они хорошо живут, обеспеченно. Это не тот уровень. И я тебе другое скажу, когда они приезжают в Европу, они завидуют. Я Нет, вижу мне по это ним, не у них говори. зависть. Я живу в Польше, где мигрантов вообще не любят. Я это все прекрасно знаю. Но особенно русских, если будешь сказать... Тут никого поляки не никого любят. Тут никого, кроме поляков, не Поляки, любят. поляки никогда никого не любили, это тебе не пример. Подожди, какая разница, как ты перешел любить, не любить к зависти, к уровню жизни? Как ты к этому перешел? Ты меняешь тему постоянно. Я тебе говорю, что уровень жизни в России дошел, пробил дно. А ты в Почему? России Как я живешь? это вижу? Нет, как я это вижу? А как ты видишь? Что уже простые люди, да, все больше и больше открывают вот эти видео, включают видео и высказывают про Путина, что наша жизнь вообще упала, потому что интернета нету, того нету, этого нету, уже нам санкции делаешь, твои политики зарабатывают миллиарды, а мы нищие. Это ненормально, понимаешь? Откуда ты знаешь, что почему это люди происходит? нищие? Нет, А ты жил в что России там или люди что? Ты богатые? знаешь это? Я был в России, видел, что такое Россия, оставь. Я же тебе говорю, есть, Ну, если ты видел только одни хрущевки... 15%, какие хрущевки? 15% живут богато, остальные живут... В России нету среднего звена. В России нет А среднего звена. в какой стране больше половины населения живут богато? В какой стране? Ты знаешь, что такое средний человек? Что такое средний человек? Ты знаешь? Средний класс. Ну, и не богатый, и не бедный. Да. В России его их нету. Там пропасть между ними. Пропасть. Например, моя семья была средний класс. То есть мы ни в чем себе не отказывали, мы могли Для бедных. каждый год ездить на отдых. Ну, все спокойно у нас было. Леон, Ты сравнишь средний класс с Европой или с Израилем, с Америки, Смотри, с Россией. минуточку. Это такая... я сейчас живу в Польше, Я тебе так скажу, чем и что изменилось тут? Во-первых, власть поменялась. Ну, то есть тут, как тебе сказать, больше свободы. Ну, это понятно. Вот. Во-вторых, деньгами мы получали все точно так же и тратили все точно так же, что и в России. То есть финансово никак не изменилось.
Так что... Что ж вот- вы переехали в Польшу, если у вас так жили прекрасно при среднем? Ну, у нас папу пригласили по работе. Понятно, Там- да-да-да. Лори, Понял. Лори, один вопрос к тебе есть. Что-то я мне не могу его тебе не задать. Ты там Бей, затронул бей. тему Беслан, там Конечно, школа, там это туда-сюда, там вот террорист Басаев туда-сюда пришел, Ага. он на себя взял, ты сказал. А убитых 42 тысячи до 16 лет наших детей, чеченских детей. Как ты на это? Ты об этом вообще знаешь? И что они в Самаре? За всю войну погибло? Да, за всю войну 42 тысячи до 16 лет детей. Дети. Но Там именно поэтому я не сказал, разбираем, это мы не вопрос разбираем. Там ему были русские, чеченцы, там разные наши граждане были они. Наши Тут я республики. раз Амашуду Эртинг. Ты об этом не знаешь, Да, да? я Или точно ты одну ничего не сторону знаю. берешь только, да? Не, у Смотри. него, Знаешь, что вообще, у него просто нету информации, поэтому за это его ну, то, винить, что ему как влили в неправильно. уши, то, что ему в уши влили, бля, пропаганду, он сейчас Ну, это это из этого и информация говорит. у самих даже, да, у самих даже чеченцев нету какой-то информации, да, вот сегодня выросли целое, в Чеченской Республике выросло целое поколение, да, которое может запросто там пойти вместе со своими убийцами русскими и против украинцев там, короче, выполнять их приказы. То есть это как бы человек может быть не информирован. Поэтому С таким поколением О чем мы ты здесь говоришь? сталкиваемся каждый день. Да, Ибрагим, о чем ты говоришь? Вот смотри, совсем недавно Россия кинула Армению. Путин красавчик, опять повторяю. Молодец. И ты поддержишь Путина. Молодец, красавчик, ты тоже красавчик. Все нормально. Давай, продолжай в таком же духе. Молодец. Смотри. Армения сама виновата, что потеряла Карабах. Если ты очень так силен в Как этой это? теме, я готов эту тему с тобой обсудить. Подожди, союз был, Смотри. давай по факту. Не Да, надо спорить. ты знаешь, Смотри. тебе, смотри, Лори, вот смотри, тебе в комментариях. Союз был? послушайте, я Леон, скажу. Послушайте, я Леон, скажу. Смотри, Лори, тебе в комментариях пишут, вот, нахрен армянам нужно государство. Призывай свой народ возвращаться под русских. Нет, Армения не будет под русских возвращаться, и никогда она и не была под русскими. А ты же других как бы... Армения есть Армения. Армения будет независимым государством всегда. Как ты за Ну, русских почему это? Почему армянам, значит, можно, другим нельзя? Или как это? Я не понял. Тем более, Давай если возьмем пример. Давай возьмем пример. Если сейчас Чечня получит независимость, и русские скажут, да, делайте референдум, сколько процентов населения согласятся? Ну, зачем нам делать референдум, когда мы его уже... Вот сегодня, если захватит Россия Армению, и потом там под дулами... Кто захватит Россию? Ой, кто захватит Армению? Я сейчас тебе объясню, потом дашь ответ, я тебе аналогию просто проведу. Вот сейчас, например, Путину захотелось там, или русским захотелось вернуть назад под свой сапог Армению, да, как в былые времена при Советском Союзе. И вот напали просто тупо там какой-то как он, с украинцами нацисты, с чеченцами там исламисты и так далее. Вот такую тему подняли. Аккуратно под свой сапог поставили, да, там Армению. Потом 20 лет держат под вот этим вот, скажем так, гнетом. Уже вот целое поколение может вырастать. И потом тебе ставят вопрос. А что, если референдум сейчас провести, ты думаешь, кто-то захочет там куда-то? Не надо нам никакой референдум предлагать под дулами автоматов. Мы раньше, чем Армения как государство сформировались, провозгласили свою независимость, создали все институты власти. В 1992 году уже наше государство приняло Конституцию и 4 года жило своей жизнью, пока русские в 1994 году не напали на нас. Не думаю, что он В армянин. каком году Чечня провозгласила независимость? Не думаю, что он армянин. В 91 году провозгласила независимость на общенациональном конгрессе, третьем общенациональном конгрессе, когда приняли декларацию о государственном суверенитете. Вот там уже взяли сразу курс на независимость. Декларация Армении подписана 26 сентября 1991 года.
Вот у нас тоже в 91 году приняли декларацию. Вы будете русские придут, вас заберут тоже, не волнуйся. Скоро красавчик Путин увидишь после Ну, Украины. когда заберут, тогда и скажешь. Сейчас Армения смотрит на Запад. Армения может... Если Армения смотрит на Запад, а ты куда смотришь? Подождите, я тебе кое-какую информацию дам, мой друг, о которой ты не знаешь. Если бы не чеченцы, которые сдерживали с собой вот эту Российскую империю, да, ну, как минимум до 2005 года, с вот этих 90-х годов, там бы не факт, что Армения сегодня не была бы в составе Российской Федерации, да, вот как часть Грузии вернули, Абхазию, Южную Осетию, как Крым, Донбасс, Донецк вернули назад в стойло. То есть у нас ситуация такая, что государства, которые успели сформироваться, да, даже если мы берем ту же Восточную Европу, которые под влиянием Советского Союза русских находились, Польша, там, Чехия, Словакия, Венгрия, то есть вот эти страны, я уже не говорю о Литве, Латвии, там, Эстонии, да, которые тоже сумели отделиться там, и сформировать свои государства. Просто мы вот хотим, я не знаю, я за Путина, я за русских. Нужно вот немного разобраться в этой истории и понять, вот, как эти все процессы происходили и почему это вдруг некоторым досталось там, без какой-то пролития крови, да, там, удалось там, сформировать государство, а у некоторых не получилось. Просто вот если хорошенько как бы в этой истории разобраться, ты бы тоже понял, что Армения, там, как вот наши, например, кавказские, северокавказские народы, да, там возьмем Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, там, Черкесию, то есть вот эти вот республики, ну, или, скажем так, народы, да, малые, которые проживают в этой республике, в этих республиках, они сохранили свою культуру и свою самобытность, в частности, пока кто-то, скажем так, сдерживал вот это вот имперские вот эти вот, я не знаю, там, скажем так, набеги или вообще налет вот этой империи, да, там на Кавказ. И если там почитать даже письма какие-то Ермолова там и прочих вот этих генералов и так далее, военщины вот этой, которая отчет делала царю в Россию, туда, они там четко пишут, что они как бы привилегируют там где-то черкесов, где-то кабарди, где-то там ингушей, чтобы они не примыкали к чеченцам и не вели тоже, ну, скажем так, сопротивление против вот этой Российской империи. То есть вот этот вот фактор сдерживания, когда кто-то сопротивляется, когда кто-то пытается противостоять этому, он как раз-таки ну, спровоцировал или дал возможность другим, чтобы их там по башке уже не ассимилировали, там, чтобы у них появилась такая возможность для маневров, чтобы свою культуру сохранять. То есть, когда тебя привилегируют, тебе говорят, вот вы хорошие, видите, мы вашу и культуру оставляем, и там вы можете и вооруженными быть, и 5-е, и 10-е, и там какие-то ваши территории. И вот таким образом, ну, скажем так, соседи... Да, ну вот. Смотри, этот человек, этот парень, о чем ты с ним разговариваешь, когда, понимаешь, когда Россия была союзником Армении, когда их армия там была, как турки подошли к Карабаху, он на 2 недели пропал, там все забрали Карабах, и все, он кинул. Он также кинул и Иран, он также кинул и Сирию, он также кинул всех. А для него он герой, понимаешь, потому что он жил в России в то время. Ему насали в уши этой пропагандой. И он сидит красавчик. Ну, поэтому... говорят, да, это так, но я все-таки... Леон, я все-таки вот как бы это оставляю то, что люди не информированы. Если он там пожизненно слушает кто-то русский телевизор, да, там общается с русским миром, там постоянно коммуницирует, то
тем более выросший вот сейчас, да, при Путине. Например, представь, вот в России 26-летние, даже там 36-летние люди, которые там вообще детьми были, не помнят даже, когда Путин приходил, для них, кроме Путина, вообще никого нет, понимаешь? Вот в этой среде уже, короче... Смотри, хорошо. Вот, Леон, ты говоришь, Россия кинула Армению. Так, в ОДКБ, это союз стран, там написано, что если какая-либо из враждебных стран покушается на твою суверенную территорию, то другие страны обязаны помочь. Арцах не был приписан как в состав Армении. То есть Армения сама не признавала Карабах, чтобы... Я сейчас буду Армению защищать. Не хват... Смотри, давай скажем так. Мне только этого очень не хватало. Смотри, он мог позвонить и остановить это все дело. На 2 недели там вас стояла армия. Вас стояла там армия, которая под этим соусом типа охраняла, чтобы не было Карабахи какой-то вспышки. А когда подошли турки, и Путин не хотел с турками связываться, он даже не поднимал телефон к этому балаболу из Турции, да, вот, и все, и это и закончилось. И дам тебе маленький намек, маленькая страна Израиль. Когда этот придурок хотел пойти с кораблями на Газу, это было 5 лет назад, он вытащил флот. Ну, прилетели пару ракет, они не увидели, откуда прилетели пару ракет, и он развернул этот флот. Совсем недавно, год назад, когда он сказал, что он будет курдов истреблять, и поставил свое ПВО в Сирии. И сказал, если Израиль появится там и в их самолеты, я буду воевать с Израилем. Что мы сделали? Через час, что он сказал, были уничтожены его ПВО. Он ничего не сделал. Понимаешь? Есть какая-то реакция. Ну давай, посмотрим на тебя. Путин со своей силой, якобы силой, мог это сделать, но он никто. Это не армия, это не вторая, не третья, это самая последняя армия. Да, там много людей, много мяса. Слабая армия. Никакая старая армия. Потому что их даже ПВО... У России вторая армия в мире. С конца просто. С того конца. Вторая армия. С конца. С какого конца? С моего конца. Теперь, вот, видишь, сидит злой чечен, и нервируй его, только я могу его бесить. Понимаешь? Ты просто попал пропаганду вот это слушаешь постоянно российскую, и вот тебе вот все нормально. Но сам фактор ты не понимаешь. Сама суть Путина, он сделал шагами Советского Союза. Захватить все. Да, это был договор. Это твое мнение, это твое мнение. Но ты мое мнение не переубедишь. Какое мое мнение? Ты мое мнение... Это не мнение, это факты. Ты не переубедишь. Это факт. Ты не переубедишь. Я не собираюсь тебя переубеждать. Ну, переубеждать мы как бы здесь не можем никого. Как бы через правильный орган сам должен воспринять там правду, я не знаю, несправедливость и так далее. Просто вот это заявление, да, там изначально там русских там ненавидит кто-то, потом кто прав, кто виноват, вот в этой, скажем так, когда там приводили в пример Шамиля Басаева, вот смотри, если взять то, что в Крым, в Донецк, вот в Луганск зашла Российская Федерация, зашла явно туда военщина, я не знаю, кто помнит, 2014 год, кто за этим наблюдал, мониторил, явно вот зашли с техникой, вооруженные, действующие там российские солдаты, и когда берут интервью у русских, они говорят, нас там нет, у наших войск нет. Да, эту форму можно купить в любом военторге, как Путин говорит. Да. Там есть какие-то добровольцы, которые не состоят в действующей там российской армии, они что-то зашли туда. То есть вот этот сценарий, да, он как раз-таки напоминает то, что он в Дагестан куда-то, Шамиль когда пошел, да,
Если кто не знает, Шамиль вообще на этот период не был никаким там официальным лицом, представляющим какой-либо из государственных институтов. И он как раз-таки был в жесткой оппозиции существующей власти, то есть в лице Масхадова Аслана. И никто туда не благословил. Чеченский народ полностью, вот это то, что в Дагестан пошли, хотя там изначально там были две, скажем так, вылазки такие, да. Одна вылазка была, когда окружили вот эти два селения Карамахи, Чабанмахи, который благословлял директор ФСБ Степашин, и туда гуманитарку они вот это все присылали. Вот эти два села они потом взяли, окружили и начали долбить. Всех женщин, детей, стариков там подряд. И вот первые, которые пошли туда, они пошли, пробили проход, выбили там вот эти военных, освободили как бы, ну, открыли вот это кольцо, коридор, через который вышли оттуда много беженцев, там женщины, дети, старики, и так в Чеченскую республику их как бы переправили, и они выжили, скажем так. А вторая уже, вот эта партия, которая туда шла, она уже шла туда устанавливать исламское государство дагестанцев. И вот эта тема, она как раз-таки и оттуда идет, с благословления шариатов, Карамахи, Чабанмахи, вот эти всякие агентуры в виде Хачулаевых, потом Багаудин, который недавно в Медине где-то там сдох сейчас. Представь, человек, который призывал, вообще взял чеченцев туда, затянул в это дело, в какие-то шариаты, в свое дагестанское исламское государство, нам полностью вот это принесли, вот эти все беды, там, горе, а сам возглавивший там джихад против русских, который устанавливал в своем этом Дагестане исламское государство, соскочил сразу оттуда, сбежал и сел вон где-то в Медине, который по его идеологии там должен был шахидом стать, курием отправиться, то есть вот это вот благо, да, там исламское, которому они призывали, он вообще как бы плюнул на него и туда соскочил. А чеченский народ потом из-за этого, как бы из-за этой подставы, да, пошли какие-то люди из нашей республики, сделали какую-то вылазку туда, и чеченский народ полностью это осудил. Как наша власть осудила, так и все как бы наши граждане. И после этого, даже вот когда Вторая война уже началась, даже гражданское население, оно не поддерживало наше сопротивление. Вот я, например, тоже в сопротивлении участвовал, я вообще этот Дагестан не поддерживал. Не то, что не поддерживал, я еще пацаном тогда был, там 19 лет мне, но я был зол на то, что вот эти люди пошли туда и притащили вот эту русскую военщину к нам. То есть не там в своем Дагестане не остались, не стали там шахидами. Вот эти, кстати, там дагестанцев тоже много было, которые на нашей территории сначала как бы проживали. Еще плюс это видео, помнишь, блядь? Всю полноту власти и полномочий передаю, руль, короче, передаю имаму Шамилю. Да, ну представь, потом к нам затащили вот эту русскую военщину, и все были полностью злы на вот эти, короче, религиозные вот эти движения, да, там джамааты, мамааты, которые Степашины создавали. Но нам почему-то по башке нас начали всех потом долбить. И не то, что долбить, а еще наше государство захватили полностью. И сейчас сидят там, поставили вот этого. Степашин первый муджахид Дагестана, Сахулта. Да, поставили туда кадырку с вот этой дубинкой, которая устанавливает там сегодня шариаты. 1600 мечетей нам русские построили там. Всем заставили хиджабы там носить, бороды отпускать. Вот эта оккупационная администрация, которая туда пришла, которая установилась там, они полностью сегодня ответственны. И это их политика, их полностью стратегия, которую они там сегодня применяют.
Даже более того, они взяли это на европейских чеченцев, которые оттуда сбежали от этих всех там преследований, и взяли, и сюда еще умудрились вот это радикализм, вот этот весь сюда на европейских чеченцев перекинуть. Так, что у нас тут? Все разошлись куда-то. Давайте, возвращайтесь. Просто все равно вот этот, который зашел там, пацан, его особо троллить я лично не собираюсь, потому что у него нифига, он молодой там пацан, у него информации нету, он русский телевизор насмотрелся, я на него абсолютно не зол там или враждебно к нему не отношусь. Я зол на своих соотечественников, которые все это видели, и абсолютно вот у них нету никакого там сформировавшегося вот этого, да, какого-то чувства, я не знаю, еще мостарчун и Шигум Хацадер, и Штабаулитер, то есть все, что вот над нашим народом творили, что кто-то за это должен нести ответственность. Где вот это вот чувство, я не пойму. Даже вот мелкое поколение, которое выросло, я на него опять-таки не зол. А вот на взрослых людей, которые все это видели на своей шкуре, испытали, О, пророк! в каких-то норках сидят и как бы вообще... Или в русский лагерь перешли туда. Это пропаганда, это промывание мозгов. Вот эти вообще нифига там не понимают. Фокус-покус. 5 минут и будет фокус-покус. Вам я ходом, Аллах помогает, я вам не верю. Аиша. Как Мухаммед, Аллах. Вот мне в комментах пишут, молодой, не молодой, но армянам такого блага, как у чеченцев, не желает. Ну, то есть, ну да, не желает, потому что если сами чеченцы, короче, он как Кадырков, как вот такие, то, конечно, тебя со стороны тоже будут футболить. Малахольный был. Где он? Поднимите Малахольного. Где моя кульчата? Где он? Те, который по Виндетте опущенный, что? Нет, это который ко мне уже 3 года идет, блядь, не дойдет. Слушай, я каждый раз придумал какое-то это слово, малахольный или там... Он все повторяет за мной, знаешь. Абдулашка будет, вот, Абдулашка. Это вот этот араб, очеченившийся. Да, потом с Чингисхана, да. Смотри, я вот сейчас сегодня нарвался на 3 ролика, как люди просто рассказывают. Я тебе скину. Я, по-моему, тебе скидывал. Я тебе скидывал, да, я тебе скидывал. Как она беременная сидит и рассказывает, чтобы их губернатор украл 56 миллиардов или 60 миллиардов. Ну, так, чуть-чуть. А они как бы шикуют, они там живут вроде нормально. Почти не доедает соль. Интернета нету. В общем, все нормально у них. Леон, у русских шок будет тогда, когда русские узнают, что Путин, короче, недра, земли, свет, газ, нефть, все, короче, наперед продал там на полвека, век, да вообще за бесценок, когда он все узнают, что они... Да, все толкнул вообще за бесценок. Вот тогда у него будет настоящий шок. Так это же, понимаешь, это война с Украиной, это типа отвод. Там сейчас Сибирь захватил Китай.
Ну, закончится эта война, вот, да, когда-нибудь она закончится. А кто китайцев выгонит в Сибири? Да, они их выгонят, они их захватят. Ты знаешь, что в России учат китайский язык в полный рост? И это популярно у них, оказывается. Ты знаешь, Да что... я это знаешь, с какого года говорю? С 2017 или 16, не помню. Я им всем пишу, учите китайский, он вам скоро понадобится. А ты видел, Леон, футболки видел? Раиса в перде. Раиса, что? Китайские вот эти, в Китае сделанные футболки. Впереди написано «Раиса в перде». Раиса впереди. Они хотели написать «Россия вперед», и там Россия вперед, да. Впереди. «Раиса впереди». Смотри, у Китая, как она такая могущая, там, да, вот поэтому, но по промышленности, но экономика у них очень слабая. Как бы они зависят ресурсами от всего. Там есть ресурсы, но не настолько много. И на Китай ставить ставку, воевать, он не потянет это. Ну, Тем смотри, более, просто один вот торговый оборот с Америкой, у него около 6 триллионов. И как Китай будет воевать против, короче, Америки? Когда у него вообще самый большой оборот с Америкой. Вот люди вообще не думают. Это как, знаешь, как вот у американцев купить веревку, на которой Китай повесится. Вот то же самое. Сейчас должен фокус-покус появиться. Вот протокол не прочитал. Надо джихада почитать. И вот же другу очень сильная молитва. Она, короче, полностью. Там корона вообще близко не подходит. И любые, короче, связанные с вот этими правоохранительными, ну, скажем так, с вражескими властями, короче, вот это дело полностью в пух и прах разбивает. Вот и другую молитву. Понравилось, как Вендетта говорит на одном эфире «Давай делиться», и там кое-кто по-еврейски говорит: бля, уже ночь, надо идти спать. Вот это красивая отмазка. По-еврейски ушел. По сути, Москва присоединилась к НАТО, но назвать это членством все-таки нельзя. В половине первого дня по местному времени декларация глав 20 государств и правительств была подписана. Папка с документом, который занимает 2,5 страницы, переходит из рук в руки. Всегда Россия играла существенную роль в мировых делах. Но проблема для нашей страны заключалась в том, что на протяжении длительного периода времени сложилась ситуация, при которой с одной стороны была Россия, а с другой практически весь остальной мир. И ничего хорошего из этого противостояния России с остальным миром мы не получили. И это очень хорошо понимает подавляющее большинство граждан моей страны. Россия возвращается в семью цивилизованных наций. И ей ничего не нужно, кроме того, чтобы... Россия 2 раза хотела вступать в НАТО. Да, я этот ролик админу скинул, чтобы он показал. Я хотел с этим пацаном поговорить и понять, короче, почему Россия на Украину там напала. Они же постоянно вот это ОРТ пересказывают, да, цитируют, типа там НАТО пришла, в НАТО хотели. А тут кто вообще
в НАТО хотел. Ты другой задай вопрос. Когда финны, да, вступали в НАТО, почему Россия не напала на них, на финнов? Вот это интересно. Тоже кричали, там личиком махали. Мы сейчас придем, мы сейчас это кинем. А оказалось, там 2 атомные бомбы еще стоят у них, им пригнали. То есть где финны, да, там сколько от Петербурга? 30 километров? 5 минут полета до Москвы? Нормально? В разы ближе, чем Украина. Да. А эти в наглую говорят, мы вступаем в НАТО. И Россия ничего не сделала. Тоже граница. Так что Россия напала на Украину, думала, что она быстренько по бырику заберет за 3 дня. Они хапанули. Вот. На Крыме там было непонятно, что было с Крымом. И, во-первых, второй, еще самый главный фактор, в это время Китай забирал Сибирь. Китай купил себе эту лицензию, да, на Сибирь. И сейчас китайцев ты хер оттуда выкинешь. Я хочу посмотреть, как русские будут выгонять китайцев. Советскую армию, да. Там хорошо получили. Но на самом деле, ты тоже видишь, Европа, видишь, тоже, что получается. Европа как бы дает огрызки, да, оружием, и они как бы, и украинцы воюют с Россией. А то, что показали вот эти экономисты Америки, когда был скандал с Зеленским, да, получается, что Америка дает деньги Европе, дает оружие Европе по дешевке причем. И даже танки, броневики, самолеты. А те старое оружие передают Украине. И те деньги, которые Америка дает Европе, они передают Украине. Понимаешь, почему Трамп взорвался? Там триллион долларов где-то в год выходит. И не включая еще и НАТО. Так теперь получается, что он сейчас взорвется, а он взорвался. А что Европа будет сейчас делать? Как она будет помогать Украине? Своими деньгами? Нет, они даже в НАТО не хотят платить. Понимаешь, что произошло? Да. Я сейчас пару минут. Трамп очень красиво показывает, сколько денег он сэкономил. Для граждан Америки их не волнует, где находится Европа, Россия, Израиль там, и Иран. Их волнует свой бюджет, свой карман. 100%. Демократы не смогут. 100%. Но я знаю, что я был несколько раз в Америке, и у меня там семья живет, я знаю, что такое Америка изнутри, как они живут. А демократы не смогут сейчас поднять бюджет и дать Европе, потому что Трамп очень жестко показал, видите, я сэкономил 10 триллион, это с ваших карманов. И когда придут демократы, они попытаются это сделать, поднимется хай. Потому что американцы, они не... Я вам честно говорю, вот я был в Сан-Хосе, это сердце Силиконовой валли. Сидит вот я инженер, да, или там человек-программист. Очень толковый парень. Но он не знает, где находится Россия и где Европа. Так, приблизительно, честно вам говорю. Я спрашиваю, как так может быть? Он говорит, а зачем мне это надо? Мне когда что-то понадобится, я это изучу. Это американский интеллект. Вот так они работают, так они живут. Им, когда что-то надо, они это изучают. Им это не надо, они вообще не изучают. Мало того, они даже внутренней политики, да, начинают интересоваться до выборов где-то за год. Вот так. Все остальное время им наплевать, что там происходит. Главное, чтобы как бы аккаунте, это в каждом штате есть аккаунте, графство, да, желаю у них хорошо. Все, там, льготы. Да, насчет этого, Леон, я тебе скажу, что именно евреи, чеченцы в этом уникальность евреев, чеченцев именно в том, что они разбираются в любых сортах дерьма, что где находится, из-за чего что началось. Хотя они вскрывают не свои дела,
Но когда им, короче, уже не дают, короче, жить, да, мешкать, вот суют вот этот палец куда не нужно, вот тогда уже и чеченцы, и евреи дают о себе знать. А так, как ты и говоришь, не то, что не американцы, вот тут в Европе я уже много народу повидал, они даже то, что в своем, вот на своей территории, конфликты, историю, я много людей повидал, которые вообще ни хрена, вообще не вдупляют то, что происходит. Вот поляки возьмем. Я вообще до усрачки боялись говорить, что Путин и их руководство, короче, на концерт Кобзона отправил. Вообще до усрачки. А мне тут, говорит, видишь ли, говорит, а вы не можете там Кадырку усмирить одного. Я таких поляков, знаешь, я их вообще на полную, на пятую точку сажал. Мне мои же говорили, пожалуйста, оставь его, ты уже напугал его. Нет, короче, не оставлю, мне подожди полностью. Я за ним ходил, короче, пока у него приступы начинали случаться, короче, и рассказывать ему, как поляки вообще, оставив польский народ, польские земли, вообще убежали. Да-да-да, когда Вторая мировая начала, полное польское руководство полностью в Англию, короче, власти сделало. Странно, что не поняла. Так должно уже было фокус быть. Сейчас проверим. Да, ты прав. Но там, видишь, тоже не вариант. Если признать, что это правительство все, короче, с самолета уронили русские, то это член НАТО Польши. Но признать хотя бы на быту, вот на работе, на быту же можно это сказать, признать. Почему, я говорю, почему вы боитесь того, что вы вообще у себя, вы же должны своим детям, своим внукам рассказать хотя бы правду. Но оставьте меня, я издавний враг, короче, России, Русской империи. Ну, ваше такое руководство, все, с футбольной командой Путин приземлил, короче, в Катыни. Почему вы это вообще говорить боитесь даже? У него вообще глаза, короче, стеклянными становились, как у муджахидов. Когда начинаешь про хадисы, аяты рассказывать, как они бывают, вот эти. Ну, это что вообще? Что это? Государство есть, армия есть, военные есть, спецслужбы есть. Ну, боятся до усрачки говорить правду, даже в своей стране. Просто вдумайтесь. Еще бывают среди них такие, которые еще хотят меня упрекнуть в чем-то. Вы что, Кадырку не можете там усмирить? Я им полностью всю историю начинал выкладывать вообще с козырных. Как вы сбежали в начале Второй мировой. Я говорю, одного избранного президента Чеченской Республики покажите одного, который сбежал. Одного. Просто покажите одного. Буду лайк, бабульку, что? Если буду лайки есть, поднимайтесь. Что было волшебно? Буду лайк. На хадж все уехали, на хадж. Без буду лайков все-таки неинтересно.
Как Будулаки заходит, сразу такой взрывной эфир получается. بن سلمان أخشت وعد البغناء خربوق бизнес саши ирдакан хавурбу. Ирдакан. Кстати, этот отец Будулака сидит и продолжает вот эти... Его по ФСБ 100% дергает. Он герой говорят, что они усердно пытаются навязать этого террориста, сделать его, этого террориста героем для чеченского общества, народа, но никак не выходит, потому что будулаки всех мастей боятся как больше, чем Аллаха кефиру, назвать его героем. Вообще, царь, герой, никто не соглашается говорить, что он герой. Кранты-то закроют кефиры. Вот эти тузики куда делись? Приветствую. Приветствуем. Машу. Марш. Вы про Анзора говорите, да, вот, который учителя зарезал? Это плюс 32. Да, Будулак Анзоров. Его же его отца вот спецслужбы всячески, дергают за шары каждый, сезон, можно сказать, каждый месяц-два. Какие-то небылицы, там, сны рассказывают, что его сын что-то сказал. Но я сразу выложил второе же видео, я на Телеграм, на ТикТоке выложил. Но Будулаи боятся больше, чем Аллаха кефиров, и не хотят говорить, что он герой ума. Никто не хочет его себя героем брать. А его же вроде с почестями похоронили. Если не ошибаюсь. Типа того. Почестями его похоронили или нет, ты можешь лицезреть, как похоронили того, кто на концерт Кобзона отправил Буданова, и как этого террориста хоронили. Просто сверь вот эти два видео, и ты поймешь, кого в Чечне похоронили с почестями. Я это, конечно, не видел, я просто читал про эту новость. Видео. Юсуп Тимирхану напиши и Будулай Анзоров, и тебе сразу все станет ясно, без каких-либо разговоров. Ладно, посмотрю. Франция учитель винегуи. Буя хак юк, буя текило ямар твояц, söyle яхкель. بما что цагдинацар. تو عاش لوتك دنيا خشل بحيتنا وشنو إنزل تندايو بوتاجيو تسمعت تلت يو وقر حقيق حاله تلاقوا يو ده دوت عام قالوا يو إذا تعين شيء تاني تأس ديك كنت قينيري تعال ديك كنت قين عكيلو يا مرتوقين عتاجيو تسمقين تعال ديك كنت قين توتقين. Не, они еще это хотят совместить с геройством, потом с поступком Тимирханова, да, который вот этого Буданова Кобзону отправил. Это тоже, в принципе, осуждаемо, да, то, что там Буданова отправили к Кобзону, но, к сожалению, какого-то другого логического или разумного решения этому всему там и не было. И этот ублюдок ходил там дальше, насильник. Кстати, он эту девушку изнасиловал, уже мертвая там по экспертизе, То есть она сопротивлялась, и он ее избил до смерти. Вот поступок этого Тимирханова, его пытаются провести параллель с поступком вот этого террориста, который поехал куда-то во Францию, ребенком его там увезли, пошел там, и вообще безвинного человека
Кстати, если кто не знает, даже для будулаков безбашенных, да, которые там с башкой не дружат, этот учитель, он как раз-таки наоборот разъяснял своему классу вот этому, которому он преподавал, показывая вот эти карикатуры, что так не надо делать, что это там по чувствам как бы верующих бьет и так далее. А преподнесли это вот эта арабская там девочка, ее пахан, которые начали это в интернете распространять, которая, кстати, плохо училась, и на это у нее конфликтная такая ситуация была с этим учителем. И вот так вот. И вот так вот подстрекательством вот этим занимались. И вот этот дебильный отец, да, и дебильная мать, которые нормально, живя во Франции, там, которым дали, которые должны были воспитать для своего народа полезных, хотя бы для себя вот полезных. Не надо никому даже... Понятно, что там патриотизмом у этих людей вообще не пахнет. Просто для себя хотя бы как вот нормальные люди воспитать каких-то нормальных детей, которые будут там с матерью, с отцом, то есть какой-то человечностью там что-то от них будет полезно исходить обществу. Вместо этого взяли на эти и сами дебилы на вот этой теме Валбалай, Балбалай, Валбалай, Балбалай. И сами, короче, в это болото сели. И еще этих детей взяли, затащили. Эти там дома болтают, короче. Надо бы ему голову там снести туда-сюда. Осуждаю. Всякие дружки там, пахана, дебильные, которые наоборот должны детям говорить: алло, вот так нельзя делать. Если там даже какая-то ситуация, если у тебя по чувствам твоим кто-то проезжает, тебе нельзя просто там жить и все, давайте валите отсюда. Езжайте в Россию, там есть статья целая УК РФ, которая защищает чувства там, верующих и так далее. Нормально как бы. И вам будет там удобнее, и здесь вы, короче, никого не будете агрессировать, там, трогать. Вместо этого вот эти дебилы, блин, куда-то к кафирам поедут сами, не соответствуя ни Корану, ни Сунни, вообще ничему. Кстати, все, кто во Франции находятся, будулаки, стеклянноглазые, сура 5.57. Если там кто-то надсмехался над вашей религией, Эбдо, я не знаю, кто угодно, Пати или кто-то, вам предписано валить оттуда. Вам нельзя там брать помощь или дружбу какую-то с вот этим. Жить нельзя, ты хочешь сказать, в этой стране? Есть такое. Не то, что жить, а вообще просить убежище, просить помощь, просить дружбу. Да, и, соответственно, там жить нельзя. Да, их целых 6 штук. 4,97, 4,144. Нет, там как раз таки тема Эбдо, я сейчас зачитаю, не поленюсь. Как раз таки про Эбдо они бы не услышали, если сделали бы переселение по 4-й суре. Да, ничего бы не было. 97-го. Смотри, вот разъясняю. Альмир Кулиев, 5.57. О те, которые уверовали, не считайте тех, которым Писание было даровано до вас, и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением, то есть Эбдо, не Эбдо, кто бы там ни был. Это об этом идет речь. Здесь вам как раз говорится, ты не можешь брать у них. Не считайте, еще раз, о те, которые не считайте тех, которым Писание было даровано до вас, над вашей религией и считают ее развлечением, и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими.
Все, валите оттуда сразу же. Вот сейчас прям берите свои манатки, рвите эти паспорта, которые вам дали там французы, вид на жительство, паспорт. Даже акцию вот такую показательную. Сжигайте это все, рвите, короче, плюйте на это. И сейчас же валите, сейчас же берете чемодан, у вас уже деньги там накоплены, что-то у кого-то должно быть. И сейчас же валите в Афганистан, в Мавританию и в Малайзию, куда-то туда. Все, вопрос закрыт, решен, и вы полностью будете мусульманами, которые следуют предписаниям. И никого там не надо будет ни с кем ничего делать. Насчет Афганистана, кстати, в Лиге апологетики слышал мнение одного саляфита, дагестанца. Он говорил то, что Афганистан, это, афганцы, это заблудшие матуридиты, ашариты матуридиты, поэтому он их не признавал. А куда они поедут? Это же противоречит их религии. А вот Саудовская Аравия пойдет тогда. Но они должны захватить весь мир. Такова концепция. Куда отправляют? То, что сегодня они находятся в Европе, это их процесс. Они в процессе находятся захвата. Не дай бог, конечно. Нет, это не так. Это отговорки все. Процесс захвата так не работает. Ну, экспансия, она все-таки вот мы невольно наблюдаем за этим всем. Но это так, пророк и Асабы так экспансию не делали. Не разрешенная. Да, это запрещенная экспансия. Хотим мы этого или нет, но мы сегодня это наблюдаем, правильно, Ибрагим Вендетта? Хотим мы этого или нет, это не по исламу. Понятно. Это не по исламу. Просто это не... Это как вот ты пошел бы там, я не знаю... А как они захватывать будут земли? Хорошо. Захват же земель нужен им? Нападать спящими нам Нет, ты должен как бы военно... Они выбрали сегодня другую тактику. Это возможно? Подождите, не перебивайте. Такая тактика возможна, если ты как миссионер тебя направили. Исламский мир тебя направил как миссионера туда. Не просто ты вот вздумал от себя сам как-то, а тебя должен исламский мир направить в качестве миссионера. Тогда да. Ну, все складывается же, Ибрагим. Ребята, приветствую вас всех. Поздоровался несколько раз. Меня слышно или нет? Привет. Да, слышно. Слышно, вошел. Да, приветствую. Да. Хотел сказать, уже забыл, пока тут кричал, я думал... От всех викингов, от ордена всех привет. Приветствую. Викингов. Да, сейчас вспомнил. Хотел сказать, вот эти чуваки, которые утверждают, да нет, там шариата нету, там нету ислама. Знаете, что вот эти лицемеры делают? Вот самые настоящие лицемеры. Вот я более лицемерской нации, чем исламскую, не видел. Они вместо того, чтобы взять хотя бы приближенно, чуть-чуть ближе к исламу, отговариваются, говорят, нет, там шариата нету, там ислама нету, и выбирают, где максимальный куфр, где максимальное неверие там. Вместо этого они полным ходом выбирают вот такую страну. И при этом отговариваются, когда говорят, зачем вы выбираете ту страну, где будет портить ваш иман, где вероятность выхода из ислама там огромная, колоссальная. Вы сами мусульмане здесь сидите, служите, и вы сами свидетели, как из Европы просто максимально вылетает из ислама. Более того, исламские ученые, так сказать, ученые ваши, они говорят там 40-38% это самые мусульмане Европы каждый год покидают ислам. И это факт. Их сейчас становится еще больше. Тогда зачем? Вот вы, например, выбрали бы, возьмем, не надо обязательно Афганистан, возьмем ту же Индонезию, там войны нету, там мирно, там очень много мечетей, мирная жизнь, Вы могли бы хотя бы выбрать, ту же, например, Индонезию, У кого-то звонит телефон, ребята. Вы могли бы выбрать, например, ту же, Индонезию, Но нет, вместо этого вы выбираете максимальную страну там, где куфр.
Понимаете ли? Это вообще вам харам, понимаете ли? Вы должны были как минимум взять, то, что поближе к исламу. Но нет, мы вместо этого выбираете ту страну, где максимальный куфр. То как это понять, мусульмане? Скажите мне, пожалуйста, как у вас это так получается? Что вы, наоборот, рискуете своей верой, но потом приезжаете сюда, кричите, вы такие мусульмане, ваши чувства унижаются, все такое. Так не бывает. Либо вы переживаете за свою веру, и будучи того, что вы попадете в рай или в ад, либо, не прекращайте эту лицемерию. Это просто лицемерие. Но признайтесь, ребят, вместо того, чтобы выбрать хоть как-то быть поближе к мусульманам, они вместо этого находят отговорку: нет, там ислама нету. И выбирают там, где максимальное неверие, где там максимальный куфр, там, понимаете ли? Это лицемерие. Так не работает, ребята. Так это все не работает. Понимаете, ребята? Я как-то спросил у человека, он мусульманин был, и есть вроде до сих пор, какая страна максимально не кефирская? И он мне сказал, что это Англия. Чего? Если бы я хотел бы толкнуть товар, я бы на любые изощрения пошел. Как раз это и происходит. То есть каждый оправдает. И, кстати, там у них есть очень много этих законов, подзаконов, где можно реабилитировать себя, если не ошибаюсь. Оправдать любой ценой. Здесь мы сейчас вчера тоже общались там на другой площадке. И когда уже ты доказываешь человеку, что ему нельзя брать покровительство, помощь, дружбу от неверных, уже когда ты аятами докажешь, они начинают: я не такой, не до конца, конечно, у меня тоже свои какие-то есть негативные. Знаешь, Ибрагим, знаешь, что они говорят? Они, когда ты приводишь им аяты Корана, они начинают говорить: вы оскорбляете нашу религию. То есть приводить аяты Корана – это оскорбление религии. Настолько лицемерные люди, когда им читаешь аяты Корана, они говорят, это оскорбление. То есть они оскорбляются от своей веры. Я говорю, я поэтому уважаю арабов, из Саудовской Аравии. Почему? Потому что они открыто говорят: да, это наша религия. Недоволен, вали к черту, мягко скажем. Они прям так говорят. Они признают, что земля находится на ките. На ките находится, что земля плоская, там, понимаешь, они признают и возраст, там, женитьбы, там, все, что есть, они признают. А эти лицемеры, которые говорят, что это оскорбление, там, что они там говорят, это оскорбляет религию, там, оскорбляет пророка и так далее. То есть то, что мы читаем из Корана, из хадисов, они называют это оскорблением. То есть они оскорбляются своей собственной религией. Я не знаю, как они в судный день перед Аллахом собираются отвечать за то, что они стеснялись своей веры. Потому что Умар ибн аль-Хаттаб говорил, сказал: я боюсь того времени, когда мусульмане будут стесняться своей веры. И это время настало. Я не понимаю, как мусульмане могут стесняться своей веры. Они еще самое главное. У меня сосед немец, на одной площадке живем. Он католик или протестант, не знаю я. Уже 6 лет живем. Хороший, порядочный, коренной немец. У меня какие-то возникают вопросы. Я особо так, когда читаю на немецком, не все понимаю. Письма приходят или что-то там надо решить, там позвонить, сказать. Он мне ни разу не отказал. Есть другой, русскоговорящий, с Казахстана, Андрей. Он не мусульманин, нормальный, порядочный парень. Почему я не должен с ними дружить, поддерживать добрые, теплые отношения? Я не могу этого понять. Потому что Аллах тебе запретил. Это Аллах говорит в Коране. Не берите себе друзей, помощников вместо верующих, неверующих. Я сам себе определяю рамки.
что можно, что нельзя. То есть те рамки, которые тебе определил Аллах, они не так важны, да? А это рамки, которые определяет Аллах, который говорит, запрещает брать неверующих. У меня есть... Вообще людей, которые не верят, иудеев, христианам, это в Коране сказано, это не я говорю. Это дело. Вот смотри, Нохче. Дело. Нохче. Аллах. Короче, ислам... Создатель, все и вся. Это... Вот ты родился. Нохче, слышишь меня? Говорить не могу. Арабы в Израиле или на Ближнем Востоке, они не признают тех арабов, которые Узбекистан, Казахстан, Чечни, Азербайджан. Они их просто не признают. Они говорят, что это второй сорт. Согласен, ты правильно говоришь, да. Но я же живу среди них. Они признают те, которые... А где ты живешь, Леон? В Саудовской Аравии, в Израиле, где я живу. Ну ты говоришь, в Средней Азии, я подумал. 2 миллиона у вас там в Израиле живут. Да, мало того, наши 2 миллиона, говорит, бедуины это не арабы, а бедуины не говорят, что арабы из севера это не арабы. И они между собой там грызутся, кто истинные арабы, понимаешь, мусульмане. Так что все казахам и узбекам я желаю счастья. Передаю салам. Я желаю всем казахам и узбекам свободы. Я желаю свободы, они в первую очередь, чтобы они из этого колпака вылезли, из этого исламского, который их накрыл. Вот Нохчи, ты говоришь, что вот тебя вот ты дружить тебе вот какое-то ограничение. В принципе, априори, ислам это и есть ограничение. Ты родился, и тебе вот накрыли тебя вот этой вот тюбетейкой, да, сверху, все, ты закрытый. Это масса ограничений. Шаг лево, шаг право – это какие-то грехи. Идеологически. Не так, чтобы вот как ты видишь эти ограничения, да, там, что тебя током бьет. Нет. А вот и психологически ты уже чувствуешь, что ты что-то делаешь неправильно. Я живу по людским понятиям. Это слава Богу, что ты живешь. Для меня казах, русский, еврей, нету. Если я сужу людей по поступкам, не по национальной принадлежности. Но то током не знаю, как будут бить, но джаханнамом и адским огнем будут бить. Потому что как-никак, я не знаю, ну да, есть хорошие мусульмане, поэтому говорится, да, мусульман может быть идеальным, но сам ислам не идеален, понимаете? Вот, например, у человека есть разум, живет по своему разуму, но при этом ограничения есть. Это ограничение поставил Аллах, это есть в Коране, понимаешь? И тот, кто верующий, он не имеет права брать себе союзниками, друзьями, помощниками неверующих. Тем более после того, как было ниспослана сура Тауба, покаяние, да, все мирные аяты являются аннулированы. И в Коране даже сказано, что Аллах заменяет одно слово другим, там, то есть одни аятами другими. И после того, как было ниспослана сура меча, Тауба, то все мирные аяты, они стали аннулированы, чтобы в дальнейшем не было противоречия и вопросов и сомнений касательно ислама. Но есть люди... Уважаемый, я здесь 12 лет живу, и я бы уже, наверное, давно дома, если бы остался бы, уже закопали, сгнил бы. Мне Германия, немцы, мне дали вторую жизнь. А что, вы мусульманин, да? Лечили тяжелую болезнь. Мои лекарства, я знаю. Я употребляю, стоит брать около 3 каждый день, который я должен пить лекарства. Я не могу относиться к этому государству, к этим людям плохо. Я еще за 12 лет не встретил здесь ни одного немца, который на меня косо посмотрел или плохо посмотрел. Ну, конечно, есть ублюдки в каждой национальности, народе есть. Но это я удивляюсь иногда их толерантности, их отношению. У них свои правила, свои законы. Не нравится, чемодан в руки вали, кто бы он ни был. Правильно говоришь. Я знаешь, Оша, Сухвала, я не говорю, Оша.
Да, бяхком было ваше. Слушай. Я что хотел сказать? Я не говорю, что ты должен так поступать. Я говорил с точки зрения религии, как оно есть. А то, что ты делаешь, ты все делаешь правильно, ты по совести поступаешь, ты продаешь хороший пример. Именно я всегда говорю, я хочу видеть, чтобы ислам был сам по себе мирным, да. Не так, чтобы судили по людям, да, а чтобы судили по своей вере, чтобы она вера была мирной. Я только за, чтобы ислам был мирным. И то, что ты делаешь, я уважаю и уважаю тебя, что ты все это понял. Не только тебя бы закопали, и меня тоже закопали бы. Мне пришлось бежать оттуда, понимаешь, и, возможно, где-то валялся бы или еще что-то, или на результат меня пустили бы. Но что хочу сказать. Да, надо быть благодарны этой стране, да. И толерантными должны быть мы, а не они, потому что мы приезжие, мы пришлые. Как бы я уже считаю себя тут уже дома, понимаешь? И, я хочу сказать, толерантность не должна быть с их стороны, потому что... Где ты себя считаешь дома? Я считаю себя уже дома. А, ты в Европе? Да, я в Дании, да, Европе. В Копенгагене? Да, именно, да, там. Да, прикольно. Да, и что хочу сказать, да, надо уважать ту страну, не надо свое навязывать, да, наоборот, местное население не обязано быть толерантным. Наоборот, приезжие должны быть толерантными, оставить свой багаж бардака у себя дома, своим уставами чужой монастырь не ходит, как говорится, да, там. И мы видим, что творят вот приезжие, которые, открыто хотят навязывать свое. И навязывают это самым отвратительным образом. Я вчера, знаешь, Кринс, я вчера, нарвался на одну дискуссию. Очень интересная дискуссия была. Обсуждали свадьбу, современную свадьбу ислама. То есть за или против танцев и музыки. Все, кто заходил на стрим, мусульмане, они были против. Вот как ты на это смотришь? Ибрагим, как вы на это смотрите? Лондон, кто внизу, я вот плохо читаю на иероглифах. Леон, как вы смотрите на это? В исламе это запрещено. Если с точки зрения ислама, да, они правы, да, в исламе запрещено танцевать, петь. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, не является мужчиной тот, кто станцевал, тот, кто спел и станцевал, короче. Но он сказал это так, мужчина остается мужчиной до тех пор, пока он не станцует, не споет. Это в исламе так есть, да. Все это в исламе есть, это да. Ихняя культура. Вот смотри, ты соглашаешься с этим. Ты это поддерживаешь? Сейчас, секунду. Своя культура. У каждого народа Нет, конечно. Ислам, он как раз таки по хадисам и по аятам. Все, что в хадисах и аятах, это и есть твой ислам. Если про культуру говорить, кстати, то есть такое интересное видео, когда какой-то кавказец, не знаю, кто именно он по национальности, вроде или дагестанец, или чеченец, он с бородой, без усов, и он в какой-то арабской стране подходил к мужчинам-арабам и спрашивал у них, а почему вы усы отращиваете? И практически у каждого были усы, и эти арабы ему отвечают, у нас усы – это почет, у нас это как признак мужественности там и все такое. А он стоит без усов, с бородой. Он больше делает по исламу, чем те же арабы коренные, которые родились в этом. Представляете, да? Вот такое видео есть. Очень, очень интересное такое в этом плане. Это да, я видел. Это чеченец, кстати. Я видел, да. А, чеченец он, да? Я не просто задал этот вопрос, потому что очень интересно получается. Вот некоторые вещи мусульмане тянут из 7 века в 21 век и придерживаются этому с удовольствием. Но когда их спрашиваешь некоторым по таким некоторым щепетильным аятам, проходишься по ним, они начинают, шататься. Они начинают уже
как-то, короче, ссылаться на то, что это было в то время, это было тогда это было по-другому, тогда это было, короче, возраст не тот был, усики были не те. Замыливание. Понимаете? И вот здесь вот, короче, у меня происходит диссонанс. Или вы, короче, оставляете все в 7 веке, и мы сегодня живем в 21 веке, или вы, короче, тормозите все, или вы все переносите сегодня на 21 век. Надо определяться, короче, ребята. Вот как вы считаете, это справедливо или нет? Я говорю, было бы хорошо, если бы... Да, говори, Брайан, говори. С точки зрения ислама, то все, что делал пророк, за исключением там пару-тройки моментов, где сказано, что это только для него. А в остальных всех случаях все, что делал пророк, и что он сам как бы предрекал другим, и то, что Аллах прописал в аятах Корана, это все мусульманин должен выполнять до судного дня, на все времена. И в пророке Аллах как бы видит самого приемлемого, там, самым, короче, любимым для него нравом человеком. То есть вот так вот ситуация. Все остальное, то, что там это тогда было или сейчас было, это как раз-таки отговорки, то есть замыливание, облапошивание, да, там, общество, когда ты пытаешься, какие-то эти моменты, от которых шарахаются пока люди, до тех пор, пока полностью сами'на ва атa'на, услышали и повинуемся. Вот когда на этом уровне человек находится, сами'на ва атa'на, он уже сам не задает эти вопросы. Это когда можно, это не можно. Он просто чисто выполняет все вот эти вот предписания. Но чтобы ты на этот уровень вышел, тебя поначалу нужно как бы не спугнуть и говорить тебе, не-не-не, это не сейчас, это потом, это суп с котом и вот так дальше. Сами'на ва атайна. Извиняюсь, сами'на ва атайна. Короче, на чеченском это отауина можно вот так вот перевести. Да. Я бы с удовольствием это все, да, только понять бы, что это. Ну окей, ладно, это, видимо, что-то очень святое. Священно. Не, это значит услышались и повинуемся. Это, это в Коране сказано, сами'на ва атайна. Типа, верующие говорят, услышали и повинуемся. Совершенно верно, да. Верующие именно такие и должны быть. Сами'на ва атайна. Но именно вот таких верующих нету, кстати. Я вижу только тех верующих, которые говорят сами'на ва атайна. Крикс. Да? Откровенно скажу, мне по большому счету это никак не мешает. Если они будут без музыки отмечать свои свадьбы, юбилеи, я только рад, если они будут это в подвале отмечать и без света. Я с удовольствием только это поддержу. Но когда у них иман крепчает, понимаете, вчера это было просто без алкоголя, сегодня это уже без музыки. Завтра это без света, сегодня это в Европе уже без елки. Они уже сегодня посягаются просто от их крепчания имана. Получается, моя свобода, она сужается. Вы понимаете, о чем идет речь? Мои границы, они сокращаются. И я не знаю... Отдохни. Хватит уже. Вот как раз зашел представитель самой мирной веры. Окей, Лондон. Лондон, да? Это Лондон?
Да, да. Пускай ответит. Да. Но Да, Лондон тоже здесь. лондонский А кто представитель, яркий представитель? Ну, вот зашел, там что-то говорил. Ну, что-то можете сказать в поддержку или в опровержение? Очень было послушать ваши комментарии. Абсолютно ничего сказать не может, только может там гадости какие-то говорить, матершинство и так далее. Правильно делает, как мусульманин правильно делает. Все по сунне, да, как говорится? Да, молодец, все по исламу, я против ничего не имею, молодец, красавчик. А ты продолжай дальше. Если бы этот человек, как наш соотечественник, следовал бы вот общечеченским там ценностям, то с ним бы здесь бы вот так бы ни мы, ни гости бы вот этого чата, ну, не вели бы, скажем так, вот такой вот дискус, да, в таком формате. Но так плевал вообще на все чеченское, и для него как бы чеченское это вражеское, и для него именно там вот это из пустыни то, что это и есть все ценности там. Поэтому как бы пускай сам за себя отвечает, пожалуйста. Окей. Хорошо. Понятно. Ну, что вы там хотели сказать, Эдик? Вы свой этот клеймо забыли где-то, да? Что-то потеряли в этих краях. Что-то насчет чеченцев имели там, я не понял. Я понимаю сейчас. Маршал Дашек. Про чеченцев тут никто вообще ничего не говорит. Гырджи была, Гамарджа была. Свободня, подожди, ты. Нагасан, Жипти была, Шалан. Лонан, вы у меня интересуетесь? Лондон, можешь сформулировать свой вопрос или что ты там хочешь? Не, я же ничего не говорю, блядь, нормально все, полный вперед. Вы спрашиваете у меня что-то, я не понимаю, или вы отвечаете? Закрой это, дверь, короче, и отойди. Лондон, бадыга, ла пять тех пеную. Вот, юхя, вот. Не, духа одинах сунте харчена. Я много людей вижу, которые за ислам топят, при этом они либо, короче, обдолбанные бывают наркотой, либо там полностью... Вот я сейчас по-твоему обдолбанные. Под наркотой, под, не знаю, это... Ну, под бухлом все-таки я вот тебя... Я тебя вот спрашиваю, я вот похож на того человека, что сейчас выпивший, или там отдолбанный? Похож. Я извиняюсь, если я ошибаюсь, но ты похож. Похож, да? Ты, наверное, меня помнишь, чтобы я был такой похожий. Я не помню, просто если ты... Подожди. В каком это фильме было? Такое ощущение, когда вы говорите... вот Иван Васильевич меняет профессию было. Когда этот Милославский или Куравлев вот этому говорил, царю, когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите. Вот что-то подобное. Иван Васильевич меняет профессию. Да. Я вам объяснил бы все ровно. Ну, бола, да, аж, короче, да, вон куза, аж бол, опинет вон полностью. Это аж не бежу, аж кигажу, курбец. Догмаиров это. Это хотя бы Иран, хотя это Лила, хай боевик, Лила. Нормально, сформулируй свою позицию. Наши имя чеченцев не называй, короче, делай, что хочешь. Какое ваше чеченцев? Что я тебе сейчас доношу? Кто ты воин? Какой ваше чеченцев? Ты где чеченец? Я-то тот, кто я есть. Ты, блядь, откуда взялся, блядь? Кто тебя вызвал таким, блядь? И, блин, что с тобой стало? Алло, за своей метлой следи. Крикс, микрофон выключай, когда не говоришь.
Еще раз переформулируй, что у тебя такого, в чем твое негодование. Давай попытайся. Я хочу понять, что с тобой стало, Ибрагим. А что со мной не так было или стало? Подожди, когда ты приезжал, покидал нашу с тобой общую родину, так в кавычках скажем, ты же был чеченцем. Почему сегодня ты стал наполовину украинцем, а наполовину, не знаю, там, аборигеном? Которые 70%, короче, не знаю. Он даже сам не знает, кто он. Ищется. Блядь, человеку почти 50 лет, но он до сих пор себя не нашел. По твоей риторике, вот сейчас ты когда говоришь, вот потому что ты не можешь... Что с тобой стало? Потому что ты не сможешь... Тебе 50 лет, очнись, чувак. Не 50, подожди меня, сейчас только 46 стукнуло. Судя по твоей риторике, вот то, что ты не можешь сформулировать хороший, правильный вопрос, да, я поэтому ты реально, короче, делаю вывод, что ты бухой. И поэтому вот как... Ты внутри жалеешь. Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите, понимаешь? Нормально можешь ты сказать, в чем твое негодование? Конечно, я же тебе объясняю, вот свою недогадку. Я тебя нечаянно сейчас выключил. Вы выключаете. Не даете сказать. Ибрahim, ты же на моем языке разговариваешь, Ибрahim. Ты можешь перестать и говорить на своем этом половину украинском и половину непонятно чем языке? Цыган. Я вообще-то украинскую мову вообще не знаю. Ну вот ты молный вот эту мову, короче, и иду себе... Цыган, Сажан, цыган, не цыган. Нормально. Ты можешь... Еще одна попытка. Нормально. Сформулируй, что тебя тревожит, в чем твоя проблема, в чем твое негодование. Нормально. Вот смотри, вот ты вот сейчас на радио Маршу поставил заставку. Вот этого, короче говоря, козла. Вот. И ты его одел мусульманина, короче, ты его поставил туда. То есть, ты, получается, вот твои родственники, твои предки такие же, как и он. То есть, ты... Получается. Объясняю, ничего не получается. Нет, ты же от них вышел. Во-первых, эту фотку... Твой отец, твоя мать такая же. Отвечаю. Не такие, никакие. Во-первых, фотку сделал не я, наши вот друзья, там, модераторы, сделали фотку, и неплохо сделали, поставили. Почему поставили? Потому что он по всем интернет-площадкам... Мы не в курсе, как вы между собой... Дай я сначала тебе отвечу, я же тебя не перебиваю, да, я... Мне отвечать тебе или просто ты будешь вот так опять и опять говорить? Почему поставили... Ты отвечал. Да. Почему туда поставили чувака? Чувака поставили, потому что по всем интернет-площадкам ходят всякие эти непонятные, которые не могут не обосновать, что с ними произошло, что им надо вообще. И начинают вот это Эпштейн, еврей, там, 5-е, 10-е. Теперь возникает вопрос, что не так сделал в соответствии с шариатом, что неправильно сделал этот Эпштейн. Вы можете кто-нибудь вот сформулировать нормально, ответить, в чем ваше негодование? Наше негодование, да, в первую очередь, вот егошнее одеяние, он никогда в жизни вот так не одевался. Это раз. 2. Ибрагим, если ты себя считаешь 73% мусульманином, 30 и 30% от матери и от отца ты мусульманин. И всего лишь 13, я еще раз подчеркиваю, 13%, что ты мусульманин, то есть ты черт 13-й. Вот 13-й ты черт, вот черт есть. Ну видишь, опять, судя по твоей риторике,
Судя по твоей риторике, ты 13. бредишь. Что должен сделать маленький черт, когда в автобус зайдет старый черт? Что он Смотри, сказал? вот смотри. Вышел вот заяц на крыльцо почесать. Ну, Нет, да. встаньте, уступите ему место. Смотри, вот этот. А учитель, черт, ему говорит, нет, нет. Ладно, это уже все, короче. Иди чуть-чуть, отдохни, ты бухой. Вышел чертик на крыльцо почесать свое, так сказать. Я, кстати, хотел вопрос задать. Когда чуть-чуть остынешь, зайди и попробуй с точки зрения шариата сформулировать и нормально здесь разъяснить, что не так сделал Эпштейн. Да, кто там говорит? Да, я вопрос просто хотел задать Лондону, вот интересно было, но уже его как бы это выгнали, то что. Ну ему кстати, много подучиться, вести нормальный дискурс с людьми. Я хотел задать вопрос, то что если, например, ты будешь лежать на диване с оголенным бедром и голенью, и своего тестя встретишь, это типа нормально по твоим традициям или нет? И будешь так с ним разговаривать в таком положении. Да, как раз вот эта тема, она и важная. Да. Просто он с темы на тему прыгает. Он хочет там меня устыдить в чем-то, что с тобой произошло. Со мной ничего не произошло. Я где был, там и нахожусь. Просто по мере поступления информации получается так, что вот это дерьмо никогда не... Я вообще не находился в этом дерьме никогда. Что мне себя представить, что ли, лежащим с голым задом, когда мой тесть заходит, вот как чеченцу, представьте, вот кто чеченец здесь, да, представь себя, как ты с голым задом. И вообще любой кавказец. А ты в каком месте чеченец? Я, будучи евреем, тяжело мне представить чеченца вот во всем то, что вы все представляете. Да, Нет, а этот в каком месте чеченец, скажи мне? Который? Вот ты в каком месте чеченец, скажи мне, в каком месте ты ногчи? Ну, я как бы по происхождению, да, я чеченец, и... По происхождению, да, ты чеченец. И пытаюсь соответствовать своей культуре, своему там, самобыту. Хорошо, а ислам тебе что делал? Какая у тебя религия, к чему ты следуешь в жизни? Ну, как чему следую? Нормально, морали, нравственности. Вот как там предки передавали вот этот жизненный уклад, чувство справедливости. По адату. Да, чувство вины, справедливости, зло, добро. Вот пытаюсь вот так вот в этом мире существовать. Да. Кстати, спроси вот как раз вот насчет оголенной голени, бедра и тестя. Но это не чеченец, поэтому здесь... Но он кавказец, он адык, он черкес. Я кавказец, да, что? Он адык, черкес. Ты мусульманин, адыга? Да, альхамдулилля. Без религии. Я не думаю, что... Я не думаю, что... Без калита, Ибраим. А ты без религии... Ты без религии, допустим, вот нету религии, да, у тебя, допустим, да, ты правила поведения, не переходить рамки дозволенного, нормально вести диалог с человеком, быть честным, не обманывать. Ты сам без религии эти вещи не догоняешь? Нету религии, убрали религию, да? Вот внутренний мир твой. Что это можно, это нельзя. Это сейчас мне вопрос или что? Да, тебе вопрос. Смотрите, если ислам описывает нормы, почему я не могу этим следовать? Потому что эти нормы, они общепринятые. Я не матерюсь, я никого не оскорбляю, никому не вру. В чем дело? Какая разница? Если, допустим, ты верующий, ты мусульманин, ты придерживаешься всего, ты, почти идеальный. Напротив тебя стоит, допустим, да, неверующий, допустим, христианин или вообще атеист. Ты к нему будешь относиться
как будешь относиться к нему? Как к человеку. Ну, правильно, как к человеку. Это воспитание. Блядь, массами. Нет, смотри, когда мы тут задаем вопрос, как ты будешь относиться там к другому иноверцу, там, и когда человек отвечает как к человеку, это откуда, в каком аяте это или хадисе сказано? Это какая-то... Тебе прям перечитать? Тебе прям сказать? У тебя свой какой-то ислам или какой у тебя? У меня обычный ислам. Ну, самый общепринятый обычный ислам. К кафирам, к ягудам, кафирам, как ты относишься? К ягудам почему я должен как-то по-другому относиться? В плане, если какое-то, не знаю, притеснение меня, я имею право ответить по исламу. Но если меня человек не трогает, мне нападать смысла нету. Ты можешь брать покровительство, помощь, дружбу от ягудов, от кафиров? Покровительство? Зачем? Чтобы что? Ну, в плане зайти в дом это не покровительство, а так покровительство что ты имеешь в виду? Ну, помощь брать в друзья кафиров, ягудов. В друзья? Да. Друзья, почему нет? Почему нет? Ну, почему нет? Я тебя не спрашиваю, просто ты по исламу ты можешь? Нет, я тебя спрашиваю, почему по исламу нельзя? Кто это запрещает? Потому что у меня есть аяты, которые я тебе сейчас зачитаю. Ты знаешь? Я тебе слушаю. Давай. Не, я тебя слушаю. Ну, сейчас тогда, если... Просто вот когда вы заходите, сначала нужно спрашивать, как это в исламе, нужно интересоваться, а то вы сразу заходите и почему... Не, я интересуюсь, я прекрасно знаю, но смотри, слушай, ты хотя бы знаешь одного из самых близких людей пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Кем он был? Сейчас я тебе зачитаю, потом на это перейдем. Вот смотри, без проблем. 5 сура Майда, трапеза есть такая сура, 51 аят, 5.51. Кулиев переводит. «О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». То есть, если ты дружишь с кафиром или с ягудом, или берешь у них помощь какую-то, то ты уже один из них можешь или перекреститься, или там, я не знаю, по-ягудски, как там, шахаду какую-то произнести. Все хорошо, понял, услышал. Теперь сура 60, аят 8. Открой, по-моему, да, аят 8 должен быть. Открой. Получается, аяты друг другу противоречат? Нет. Смотри, там полностью пишется, если вы, люди, можете создать что-то подобное, создайте. Вы сейчас здесь все сидите большой группой. Давайте противопоставьте какое-то свое писание, которое может так это, не знаю, перепрыгнуть в Коран в чем-то. Сура антитеррор. Так, меня слышно или нет? Я пошел... Да. Меня сейчас не дают говорить, или мне... Я как бы дур маюсь, что ли? Эльмир Кулиев. Сура 68 аят. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину Аллах любит беспристрастных. И что здесь сказано в этом аяте? Что можно брать помощь или дружить с неверующими иудеями?
А тебе еще что надо привести? Смотри, там полностью пишется то, что можно проявлять доброту, это первое. Второе, в арабском языке есть такое слово, как бир. Когда это слово употребляется, это добродетель типа. Оно употребляется больше, когда у тебя какое-то отношение дружеское с христианином или с другим каким-то человеком. Окей, мы сейчас не о доброте. То есть в этом аяте не говорится, что ты можешь дружить или брать помощь, покровительство у иудеев или христиан, или неверующих, да, и христиан. То есть здесь сказано, что ты можешь проявлять доброту и справедливость теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из вашего жилища. Воистину, Аллах любит беспристрастных. И если ты прочитаешь толкование об этом, то тут полностью все разъясняется тебе. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из вашего жилища. Аллах не запрещает доброе отношение к неверующим, которые не сражались с вами из-за религии. Например, к женщинам и слабым из них. Понятно, да? Вот здесь же разъясняют тебя в тафсире. Да. Ты до этого прочитал уже, по-моему, 5:51, если я не ошибаюсь. Еще раз повторяюсь. Например, к женщинам и слабым из них. Быть добрым, то есть хорошо обходиться с ними. Беспристрастными, то есть справедливыми. Воистину Аллах любит беспристрастных. Асмат бинт Абу Бакр, да будет довольный Аллах, сказала: во время перемирия, заключенного между курейшитами и пророком, да благословит Аллах и приветствует, ко мне пришла моя мама, которая тогда была многобожницей. Я пошла к пророку, да благословит Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, ко мне пришла мама с доброй волей. Должна ли я с ней быть доброй?» Он, да благословит Аллах и приветствует, ответил: «Да, будь добра со своей матерью». Сахих Бухари, Муслим, Абу Дауд, Талялуси, Ахмад ибн Хаббан и так далее. Имам Ахмад передал от Абдулла ибн Азубайр, Катиля пришла к своей дочери Асма бин Абу Бакр с подарками, мясом, сыром, жиром. Она была многобожницей. И Асма отказалась принимать ее подарки и не разрешила ей войти в дом. Когда о случившемся Айша спросили пророка, да благословит Аллах приветствует, тогда Аллах не спаслал вот этот аят. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами, ну и так далее. Вели это самое. О словах же Аллаха, воистину Аллах любит беспристрастных, уже говорилось в толковании суры «Комнаты», где приводится в достоверный хадис, в котором сказано: «Поистине беспристрастные займут свои места перед Аллахом на мимбарах из света по правую сторону трона, которые справедливы в своих решениях и во всем, что касается их семей и всего того, над чем они властны». Сахих Муслим. То есть тут не говорится о дружбе, о вот таком. Тем более здесь как раз-таки упоминается то, что это именно речь идет, смотри, о ком. Вот тебе вот этот, так, не о Сааде, а Касир. Касир тебе говорит, что, например, Аллах не запрещает доброе отношение к неверующим, которые не сражались с вами из-за религии. Например, к женщинам и слабым из них. Быть добрыми, то есть хорошо обходиться с ними, и беспристрастными, то есть справедливыми. Хотя бы хорошо на этом, что не будут сражаться с женщинами и детьми, да, вот. Не, ну, тут... Вот, извини меня, Ибрагим, если перебил. Я у него спрошу, ты вообще читал что-то об исламе? Вот первый вопрос сразу. Знаешь что-то об исламе? Да. У меня спрашивают? Да. А у тебя вера какая? Тоже без веры? Не, я язычник. Все, хорошо, понял. Смотри, по шариату, даже если брать ведение войны... Давай.
Ну, рассказывай, давай, что ты хотел именно узнать у меня про ислам? Смотри, ты говоришь, что это хотя бы так. Смотри, даже если брать отношения политические, военные, ты можешь убивать только того, кто на тебя нападает, то есть того, кто ведет с тобой войну. Это первое. Второе, нельзя убивать того, кто укрывается в местах своего поклонения, то есть ты как язычник пошел условно в свое место поклонения, я не имею права туда зайти. Как ты не имеешь права, если суры Тоба, Аллах говорится в суре Тобы, после того, как окончатся запретные месяца, то находите язычников, то есть многобожников, и, отправьте их в Хелхайм, одним словом, мягко скажу, где бы вы их не обнаружили, осаждайте их. И там не сказано ни про женщин, ни про детей, потому что это уже многобожники, понимаешь? У них нет выбора понятия, как платить джизья, понимаешь? У многобожников, которых вы называете мушрики, да, там, неджасы, которые вы называете там, у них только два выбора, в отличие от людей Писания и огнепоклонников. Это либо принять ислам, либо отправиться в Хелхайм. Иного выбора нету. И ты говоришь, что они самообороняются, там, нападают. Ну, у меня вопрос, как оказались вот ваши мусульмане там, в Африке, там, вплоть до Индонезии, Европе. Это звучит так, как Лукашенко говорил, а теперь я вам покажу, откуда на Мекку готовилось нападение, он карты с собой принес. Это вот так будет звучать, понимаешь? Как Лукашенко Хорошо, говорит. смотри, я Такое тебе ощущение, смогу объяснить. кому-то что-то нужно было от Богом забытого в пустыне, которую вы считаете благословенной, который ничего не растет, до сих пор хотят его узеленить там. И тем более в те времена люди не обладали такой технологией, как нефтеобработку и все такое, и кому-то что-то понадобилось Аравии. Какой-то пророк появился. На тот момент сколько было таких пророков, которые объявляли, что они пророки, там не знаю, около 125 тысяч. И вот они вместо этого решили только на Мухаммада напасть. Можете представить? И вот эти байки, вот эти сказки, там, вы хотите взять, там, навязать вот это свое, вот, понимаете ли, вот всему миру. Вы сначала сами живите по исламу. Вы сами вообще не живете по исламу. Если Ты хочешь сказать, я не живу по исламу? В каком месте? Ты хотя бы знаешь меня как хорошо. Ты где живешь сейчас? Подожди. Сейчас ты где проживаешь? На каком территории? Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. У тебя в кармане какой паспорт? Россия. Там, в кармане, в общем, Россия, да. Ну, хорошо. Ну, у тебя российский паспорт. У тебя там на двухглавом орле или трехглавом, не знаю, какой у вас там уже. Там у него на короне что изображено? Полумесяц или же кресты? Кресты, короны, да. Ну, все, о чем тут говорить? Вы не живете элементарно ни по исламу. Давай я тебя спрошу, хорошо, ты с какого государства? Я в Дании. В Дании? Да, я в Дании живу, да. А в Дании какой паспорт? Ну, в Дании паспорт, датский паспорт. Датский паспорт? Королевский, датский. Да, датский, королевский. У Дании, кстати, какой флаг? Дания как выглядела? Я прям забыл. Ну, у Дании в мире самый государственный исторически старый флаг, который вот где-либо есть в мире. Первый флаг в мире. Красно-белый с крестом. Ну вот с крестом. Ну, подожди, вот подожди. Ибраим, подожди, Ибраим. Понимаешь, ты мне говоришь с крестом, но дело в том, что мне, как язычнику, ограничения нету от Одина, да, который он мне говорил бы, тебе нельзя это делать, тебе нельзя то делать. Наоборот, у тебя скандинавская вера? Подожди, нет, у меня вера белого человека. Ну смотри, у тебя в Коране есть ограничения. У тебя есть ограничения, а у меня таких ограничений нету, понимаешь? У нас нет ограничений. Смотри, у вас есть ограничения, которые вам поставлены. И вы хотите, чтобы я сейчас мыслил, как вы там, размышлял, как вы. Но, ребята, вы уже не с тем связываетесь. Потому что если взять ваши вот законы, вот,
Если жить по исламу, вы не живете по исламу. Вы не живете в своем исламской стране. Вам не платят жизнь, наоборот, вы платите дань, понимаете? Вы являетесь униженными. Ну, потому что вы не живете. Вот и так вы не живете. Ты живешь в исламской стране, ты живешь по шариату. Я сам, да. А шариат как-то не соответствует за какой-то, не знаю, конституции? Нет. Ты хочешь так сказать? Нет. Или в шариате прописано «убивай людей», а в конституции нельзя? Подожди. Именно Коран это и есть конституция мусульман. Понимаешь? Это и есть конституция мусульман. Ты живешь по конституции Российской Федерации. Ты фактически живешь по тауту. То есть то, что, вне закона Аллаха ты живешь. У тебя и паспорт это доказывает, что ты не живешь по шариату. У тебя закон таутский, закон Российской Федерации, понимаешь, который полностью противоречит закону Корана. Понимаешь? Им противоречит. Приведи мне примеры просто. Я хочу услышать в этом деле. Вот примерно возьмем, примерно... Подожди, какие суды? В законе Российской Федерации там это говорится, это власть, народ и все такое. Хотя это не так, но в Конституции так написано. А в Коране говорится, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Понимаешь? То есть власть, вся мощь и сила принадлежит Аллаху. А в Конституции Российской Федерации такого нету. Понимаешь? Полное противоречие. Ты открой Конституцию Российской Федерации и открой Коран. Она у меня прямо сейчас лежит. Смотри, у меня позиция чуть-чуть не по Конституции, это первый момент. Второй, я живу здесь исключительно потому, что это земли моих предков. Я принципиально отсюда не уезжаю. Я понимаю, но это не земля шариата, какие бы там предки не было. Потому это земля ислама, потому что за эту землю 101 год воевали. Аллах говорит в Коране, неужели вы будете следовать своим отцам, даже если они ошибались и были неправы? Понимаешь, они ошибались. Они сражались за эту религию 101 год почти. Здесь в Коране говорится, что земля принадлежит Аллаху. Тебе ничего не принадлежит. Все принадлежит Аллаху, понимаешь? У тебя нет того, что тебе там что-либо принадлежало. Хорошо, смотри. Покупаешь ты квартиру, не платишь налоги, квартира автоматически кому переходит? То есть ты хочешь сказать, власть какая-то выше, чем ты? Главы стран. Чем твои боги, раз ты язычник. Или бог. Подожди. У нас, наоборот, в этом плане есть более свобода, да? Но в этом плане, если говорить в религиозном направлении, по шариату и так далее, у вас такого нету. У вас земли принадлежат халифу, понимаешь? У вас халифу все это принадлежит. Вам ничего не принадлежит. Вот халиф придет, может забирать то имущество. Там прямо сказано, даже если это самое, кто-то придет, будет стучать тебе по голове, по башке, будет забирать то имущество, то ты должен подчиняться халифу, понимаешь? У тебя нет вообще ни свободы, ничего. Это ислам, это шариат, понимаешь? Ты должен подчиняться. Почему нет свободы? Смотри, я просто не понимаю, почему у меня нет свободы, потому что смотри, ты можешь быть рабом в плане не как какой-то, не знаю, условно, когда была колонизована, не знаю, Бразилия, Африка и так далее. Смотри, какой момент. Ты можешь быть рабом моды, ты можешь быть рабом музыки, ты можешь быть рабом чего угодно. Как половина населения сейчас. Кто-то стремится за модной одеждой, кто-то стремится за хорошим опрятным видом. Хабиби, я вот эти разговоры Абдинар, Абдирхам, Динара, Рабдирхама, я уже много раз слышал, понимаешь? Я это могу тебе пересказать много раз. Как есть, я тебе говорю. Давай, говори, хорошо. Я закрываю микрофон. Нет, я просто сказал, раз ты слышал, смысла нет. Просто смотри, я не придумал здесь. Смотри. Хорошо. Смотри. Ты меня спрашивал, знаю ли я про ислам. Мне интересно, у меня есть сомнение, что ты не мусульманин там. Не мог бы ты мне прочитать суру Фатиха, чтобы я убедился, что ты мусульманин, а не сидишь тут троллишь нас? Аль-Фатиха? На каком диалекте? Давай на фусха прочитай. На оригинальном диалекте. На кораническом.
кораническом фусха, диалект фусха. Коранический, который мединский. Прочитай суру Фатиху, пожалуйста, какой мединский, то, что ты учил, пожалуйста. Будь по твоему масхабу там, будь по твоей аиде там. Прочитай мне, пожалуйста, суру Фатиха. Я просто хочу убедиться, что ты мусульманин. Вот и все. Хорошо. Проблемы нет. Нет, прочитай наизусть. Давай, прочитай наизусть, давай. Наизусть? Аль-Фатиху? Да, наизусть. Да, наизусть, давай. Тебе, я же просто спрашиваю изначально, почему, на каком диалекте. Дочитай уже. Давай я тебе прочитаю. Давай я тебе быстро прочитаю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. И дальше продолжать так? Давай, продолжай. А ну-ка со снуля. Подожди, Ибраим, подожди. А ну с нуля начни, пожалуйста. Подожди, минутку, пожалуйста. Одну минуточку. Сейчас я тебе скажу. Вы не могли бы сейчас прочитать? Прочитайте, пожалуйста, суру Фатиха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хорошо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аль-хаду биллахи раббил аламин. Тебе прям продолжать? Продолжай. Хорошо. Братан, он захромал, Короче, слушай. Какой-то. Подожди, слушай. Адык, ты сюда зашел, мне сюда спрашиваешь. Хочешь, я тебе, я еврей, подожди, я еврей. Я тебе читаю, подожди. Сейчас послушай сюда. Сейчас послушай. Подождите. Еврея прочитай. Ибраим, подожди, пожалуйста. Подожди, еврей. Да, еврей, подожди, пожалуйста. Хорошо. Ты знаешь, Адык, ты сюда красочно залетел, начал спрашивать, ты знаешь ислам, на каком тебе диалекте. Я сейчас думал, сколько он диалектов арабского знает, да, там. Вот ты себя называешь мусульманин, ты говоришь, что ты живешь по исламу, ты элементарно даже Фатиху не знаешь, который читается на ассалате, да, который 5 раз в день вы совершаете, да, там, на намазе, который вы совершаете. Ты уже изначально столько допустил ошибок, я тебе сейчас наизусть, если хочешь, я тебе могу быстро прочитать. Нет, в плане тебе с произношением надо. Я просто не понял. Подожди, ты вообще ничего не читал. Ни на одном диалекте ты не читал. Ты просто-напросто что-то там. Ты даже дальше не мог даже его прочитать, а дальше читать ты даже не знал читать. Ты уже запутался. Я тебе сейчас быстро прочитаю его. Смотри. Я тебе продолжу. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йомиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Вот так, пожалуйста, вот кафир знает лучше тебя, и ты сюда заходишь. Боже, я скажу, у тебя неправильно, смотри, ты сказал у меня произношение. Ты сказал «Ияка». الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Лучше, намного лучше. Чуть-чуть в конце там ошибся, а так лучше в 100 раз. А ну ты полностью теперь прочитай Адыги еще раз. Смотри, я могу прочитать. Не, смотрите, ребята, просто у меня вопрос к... Я просто не знаю, как его зовут. Давай я скажу. Потом поговорим дальше. Потом дальше. Нет, я сейчас говорю. В чем проблема? Смотри, ты хочешь какой-то просто адекватный ты диалог. очень интересный персонаж. Я тебя спросил, на каком именно диалекте. Суры 68 аят, ты знаешь, ты кто ты, воин? Я не понял вообще. Нет, смотри, я почему тебя спросил, нет, точнее его, на каком диалекте, это первый момент, там чуть произношение разное у каирских, именно каирский диалект, даже в Египте их два, это первый момент. Второй момент, мы идем к тому, что он сказал «ияка», а не «ияка», он не растянул, он сказал «солнце».
Он чуть перепутал, даже в произношении. Слушай, я его быстро читал. да? Перепутал. Подождите. Если ты не заметил, Ибраим, смотри. Ибраим, я его вообще-то быстро... Ибраим, а ты знаешь, что было? Я его вообще-то читал быстро, я его не читал медленно, если ты не заметил. Я его быстро прочитал. То есть хочешь, могу тебе настолько медленно прочитать. А теперь твоя очередь, давайте мусульмане будут слушать, и все будут слушать, как ты читаешь. Давай, подожди, давай вместе синхронно попробуем. Бисмилля. Подожди, друзья, давай, бисмилля. один момент. Давай вместе попробуем синхронно. Подожди, пускай он сам сейчас прочитает, он знает хорошо. правила, кто-то ему подкидывает там это все. Окей. Слушай. Что мне подкидывают? Смотри, Ибрахим, я, во-первых, спросил, как тебе читать. Читай уже, читай. Нет, просто как ты на намазе. Хочешь смотреть. Тебя пристыдил там другой чеченец, я сейчас разговариваю. В чем проблема, не перебивай. Ты сказал человеческие качества. Почему ты ставишь свое эго выше, скажи мне. Еще раз объясняю. Сейчас просто читаешь Фатиха, как ты читаешь его на намазе. Мне вообще без разницы, какие там диалекты. На каком ты диалекте его читаешь, вот так, как на Фатиха, на намазе ты читаешь, вот так прочитай и все. Нет, смотри, давай теперь я скажу, какой момент. Тебя здесь другой чеченец зашел, пристыдил, ты ему что-то сказал, то, что он какой-то бухой, ненормальный. Теперь ты хочешь меня как-то пристыдить, чтобы я прочитал, и чтобы я повелся, и как дебил. Читай, пожалуйста. Подожди, свободнее крик, да, ладно, я же вам вмешивался во что-то. Давай, смотри, ты сейчас говоришь, как Ияка надо читать. Ты говоришь про 8-й аят 60-й суры. Я просто хочу понять, ты кто, с какого ты отдела, вот, что у вас там за это самое, за тема вообще? А с какого смысла отдела? Ну, я сейчас хочу посмотреть, ты истинный мусульманин или кто ты вообще воин, как говорят? А кто, по-твоему, разве зашел? Нет, смотри, если ты сейчас прочтешь, как на салате, на своем намазе ты читаешь вот это Фатиха, мне просто интересно, прочти полностью. Ну, тебе интересно, но смотри, какой момент, я же тебе говорю, я не прочту. Почему? Потому что вы здесь сидите, что-то мне хотите навязать в том плане, то, что я спрашиваю, какой диалект вас интересует именно? Ты намаз делаешь? Диалект. Да хоть на французском, братан, давай уже делай. Подождите. Ты намаз делаешь? Французский, к сожалению, не знаю. Ты, Адыга, ты намаз делаешь вообще? Я? Ага. Да. Ну, как делал раньше, сейчас уже прихожу обратно. Потому что пошел, вот, смотри. Вообще интересно. Такой же, в принципе, момент, как у вас. Вы же были раньше в исламе? Не, у меня вопрос. Вы же были раньше в исламе, да? Или нет? Я и сейчас в исламе, если ты про меня говоришь. Он про Крикса по-другому говорит. Давай. Оставь нас кафиру, наджасу, мусульманин. Прочитай суру Фатиха, которую ты читаешь на намазе. Начинай уже. Ради Аллаха читай. Икра, бисми роббика лази халак. Ну-ка, прочти полностью, как ты на намазе читаешь. Я тебе прощу, я же говорю, а смысл? Ты хочешь убедиться этим, что я мусульманин по-братски? Не, ты реально? Я вообще сейчас в охрене, извиняюсь. Не, в плане я могу прочесть, но я же говорю чисто принцип. Что это вообще Чисто принцип, понимаешь? В смысле? Да, по-братски, сделай это, пожалуйста, ради еврея, чтобы я вот усомнился, что ты муслим. Сделай это, пожалуйста, по-братски. Ты можешь сомневаться, друг мой, можешь сомневаться до конца. Хоть до конца своей жизни сомневайся во мне. Но я тебе говорю чисто. Не надо переходить на агрессию, там, на личность. Нет, что, какая агрессия? Нет.
Ты сказал то, что ты сейчас мусульманин, правильно? Давай вместе с тобой синхронно. вернемся к Аль-Фатихе, Давай, но Фатиху. Я смотри. просто хочу понять, там что уже, кадры закончились и уже прям открытые кефиры в ход пошли, я не пойму. Вот, что- Не, типа, не, если ты как-то вот агрессию прочувствовал, нет, если что, извини, конечно, но у меня просто вопрос изначально сейчас. Нет, подождите, вот этот вот зашел, который, это великий шейх, подожди, один момент. Смотри. Астафрулlah, если он зашел, я уже ухожу. Да, еще одна попытка попросить тебя прочесть суру Фатиха, которую ты читаешь на каждом, ну или читал на намазе хоть раз в жизни. Просто вот очень интересно. Не, уже обратно, да, не, обратно уже читаю. Я же говорю. Да, читай. Не, я тебе сказал чисто из-за принципов они выйдут. Ты меня не слышишь, брат. Ну, тогда с тобой, я не знаю, вот просто это для зрителя было интересный момент, да? Кто здесь слушал? Не, смотри, просто я понимаю. Я сейчас просто объясню, подожди, я сейчас объясню, что здесь происходит, да, зрителям, слушателям. Вот смотрите, то есть у нас, с чем мы как бы вот здесь пересекаемся, с чем мы столкнулись сейчас, да? То есть там в отделе, да, который вот отвечает за исламизацию, за радикализацию общества, видимости, там в отделе уже кончились какие-то кадры, и уже в ход пускают каких-то курсантов, которые, короче, вообще ни А, ни Б не знают, скажем так, там, религии и так далее. Плюс нам, короче, суру приводят, 8-й аят суры 60 откуда-то, почему-то. То есть человек, который намаз не умеет читать, приводит нам в противовес суре 5.51 аяту, нам приводит в противовес аят 8 из 60 суры. То есть вот просто для зрителя, для слушателя, как это работает, я хочу просто вот показать, да. Понятно, что здесь там можно обвинить в паранойи какой-то, там какой-то это вообще очень удивительно, интересный вот сейчас моментик, ну, как бы для, скажем так, для зрителя, для слушателя, вот четкое, скажем так, такой момент, да, где можно увидеть, как это все работает. Вот представь, к нам заходит сюда человек, который нас хочет троллить, который хочет вот это общество в радикальном вот этом таком вот этом болоте удержать как-то, да, который сам бисмиллахир-рахманир-рахим, там непонятно, что вообще читает. Все, Ибрагим, ты закончил. Смотри, Да, говори, я свой хотел выключить. Все, ну смотри, почему увязшее болото. Смотри, я сказал чисто из-за принципа, первый момент. Второй, я никакой не радикалист. В плане, что ты имеешь в виду под радикализмом? Типа арабизация, там вот это все, да? Вот этот момент. Я тебе объясню. У нас огромная проблема. Вот у нас, скажем так, у чеченцев, да, нас вот пытаются держать за обезьян. Ну, это не только тебе объяснение, ты, может, в курсе, может, не в курсе. Разве я кавказец? Конечно, я в курсе. Нас пытаются держать за обезьян, вот так одурачивать, там, надсмехаться, из себя корчить каких-то этих, ну, чтобы вот наше общество, наш народ вот не вылезал из этого болота. Ну, для нашего народа это как бы мы стоим, скажем так, на таких пагубных рельсах, да, вот куда нас поставили. Мы, вот те, кто, скажем так, вылез из вот этой матрицы, кто прозрел, кто как бы увидел, что вот это, как это работает так, и снаружи, да, вот посмотрел на все это, они пытаются и других пробудить. И у нас вот во всей вот этой теме, да, вот получается так, что такие личности, как ты, которые вообще ни А, ни Б там в исламе вот заходят, и все усердно хотят нас
удержать в этом болоте. Умышленно, неумышленно, я не знаю. Вот, ну, вот такая вот ситуация. Вот наша как бы здесь инициатива, вообще наша деятельность. И вот людей, которые нас пытаются, скажем так, вогнать назад туда или не дать вылезти оттуда. Вот ты наглядный пример, да, как раз того, как это работает. Не, Ибрагим, прости, но смотри, я могу быть для тебя каким-то наглядным примером какого-то, не знаю, недомусульманина, это полностью твое право, но я же сказал чисто из-за принципа. Почему? Потому что я был не на одних эфирах, ну, вот где именно доказывается вот такая, такая точка зрения, то, что это все выдумка и так далее, что на каких-то христианских эфирах, что на каких-то, в плане какого-то отделения от христианства, в своем христианстве, но в плане, я же говорю, чисто принцип, я именно сталкивался с конкретной неадекватностью человека. Стоп. Поэтому... И смотри, если я ему прочитаю весь Коран я ему прочитаю, он скажет, ты бредишь, все, выходи. Ты скажи мне, кто тебе подкинул 8-й аят из 60-й суры? Кто тебе это как бы... Никто. В плане, типа, я сам то, что помню, я тебе сказал. И это дружба. По-моему, еще хадис какой-то был в отношении к христианам. Ты не знаешь читать суру Фатиха, которую ты в день должен на 5 намазах, как именно на фард намазах, там, читать утром 2, потом 4, опять 4, 3 и в конце 4. То есть это пару дней почитать ты уже должен, как воробей, скажем, чирикает там, вот так вот уметь уже четко это. Ты вообще даже Фатиха, сура не можешь прочитать, ты заходишь сюда, подкидываешь какие-то аяты. Это что такое вообще? Не, Брахи, смотри, я ее начал читать, и там какой-то шум гаммы, я даже не продолжил, я просто быстро начал читать. Я тебе поэтому сказал, повтори тебе, поэтому же сказали. Не, я поэтому уже не повторяю, чисто из-за принципа, из-за шума. Никаких принципов нет. Судя по тому, что ты не можешь читать это, не умеешь даже, ты его и не повторяешь, как бы, и вот у нас, кроме того, как вот, скажем так, на роль шпигуна ты, я извиняюсь, вот это грубо, но ты на другого... Я еврей, я готов Аль-Фатиху читать каждую секунду. Только это ваше право. Я вам сказал свою точку зрения. Мило, Адыгей, если ты эту суру знаешь... Я не Адыгей, я Адыг. Адыг, прочти сначала эту суру, с самого начала, 1 аят. И скажи мне, это же почти в конце находится, в связи с чем это было ниспослан, как говорится, этот сура. И прочти 1 аят. Чего? Ну вот, 1 аят. 1 аят чего тебе прочесть? Хорошо. Ты сказал, прочтите 8 аят, да, из 60 суры. Мумтахат. Да. Я тебе спрашиваю, в связи с чем это было ниспослано, вот это? Именно это аят находится в 8 аяте, но ты 1 не прочел. Почему это было ниспослано? И где это было ниспослано? В плане где? В смысле? Местоположение? Ну, смотри, корректный вопрос. Да, там есть местоположение. Там есть исключительное местоположение. И почему это было ниспослано? Скажи нам, почему? Ну, этого я честно не знаю. Где было именно конкретное место, я не знаю. Вот там уже... Ибрим же тебе прочел аят, да? Нет. И он указал... Причем аят я разъясню в плане отношения мусульман. Слушай, ты не понял. Ты просто сказал аят, но не знаешь, почему это. Это был худайбийский договор. И поэтому это было ниспослано. Жена Абу Бакра, это мать это дочка Абу Бакра, пришла туда. В связи с этим это было ниспослано. Вот это, ниспослано сказать. Я не верю, что это ниспослано, но они написали так.
Поэтому это было не... А ты не прочел вот первое. О те, которые уверовали, не берите врага моего и врага вашего своими покровителями, друзьями. Ты не прочел это? А я не читал его. Это Ибрагим читал. Да, Вендетта, кстати, в твою эту копилку, 60-я сура, первый аят. Можешь еще один аят добавить. Да, бисмилlah. Сейчас я зачитаю его. Сейчас я зачитаю. 60-я сура. Потому что, знаешь, почему? Благодарим весь ваш отдел, Адыги, за то, что вы нам еще один аят подкинули, который мы будем разъяснять своим соотечественникам. Вот, какой именно? Который 60 аят 8? Из вашего отдела вот этот Мир, ПМ, там, Аслан, как его зовут, он подкинул суру 4, 25 аят. Оказывается, и мусульманки могут быть секс-наложницами. Вот вы как бы наоборот помогаете открывать глаза. Хаджла, смотри, 60 сура, 1 аят. Это в твою копилку как раз. Вот те, которые уверовали, не берите врага моего и врага вашего своими покровителями и помощниками. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на моем пути и снискали мое довольство, то не питайте втайне к ним любви. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с прямого пути. Четки. Тут видишь, покровительство как раз идет речь. Потому что там... в других аятах о покровительстве не так говорится напрямую, только в тафсирах. А тут прям в аяте четко сказано, что покровителями нельзя брать кафиров. Так что Европа, как бы, вот эта песня, помните? Домой, пора домой. Иншаллах, мы всех мусульман заставим принять аяты Аллаха и достойные сахих хадисы пророка. Мы поможем кафирам изгнать вот этого мусульманина в пустыню. Это прекрасные хадисы, аяты ты читаешь про кафиров, которые там ты обозначаешь. Есть среди неверных, которые лояльные, которых можно не трогать. А есть кафиры, вроде Вендетты. Вот этот чувак тоже, короче, хочет кефирских женщин по кругу пускать. Да, запиши, давай я тебя жду. Да, запиши, говоришь. До сих пор много кто ждет. Это тот самый, который на понятие, да? А что он? Вы своему коллеге на подмогу пришли, вот это, вы из одного отдела? Это мой брат. Да, мы из одного отдела. В кефирском государстве живет и говорит, что европейских женщин будет насиловать. Я таких, как ты, здесь сюда хожу. Европейских женщин сказал, что будет насиловать по 4 суре. Запиши, я тебе сказал, ты сказал, как мужчина, придешь ко мне. Ты до сих пор не пришел. Как мужчина. У вас разве мужчины были? Ваш имам Шамиль опущены. Имам Шамиль опущены. У вас мужчин не было и нет. Где имам Шамиль опущенный? Смотри, я сейчас тебе так скажу. Вот такие, как ты... Один момент. Стоп. Так, Адыги у нас, походу, оказался с Дагестана. А что? Не, я могу тебе на черкесском сказать. Подождите. Один момент. Я сейчас дам вам. Вы говорите. Вендетта, тебе предупреждение, потому что имам Шамиль не имеет никакого отношения как к дагестанцам, так и к адыгам, так и к другим всем кавказцам. И вот эта вот личность, персона там, она, скажем так... Имам Шамиль мой петушок, я его сделал. Да, имам Шамиль его вот таким вот сделали. Это, скажем так,
грех чеченцев, да, который будет их там преследовать, всю их там историю и так далее. То есть это как бы это грубо не сказать, ладно, короче, ну понятно, да, что чеченцы сделали Имам Шамиль мой личный петушок. Я его сделал опущенным. Да, сделаешь. Ты сам давно уже опустился как бы до последнего. Вот такие, как ты, Вендетта, на Кавказ свою ногу никогда не засунут. Вот я тебе... Такие, как ты, на Кавказ никогда не зайдут. Подожди. Нет, смотри, ты даже кухонный нож в руку взять не можешь. Это не то, что там шаша кавказская. Так, смотрите, в чем, я не пойму, почему герой, Шамиль, почему герой для вашего отдела, я не пойму. Я как черкес считаю Шамиля героем. Для нас герой шейх Мансур. Герой все опущенные. А ты опущенный, закрой паспорт. Кукарекай там дальше по-братски. Я хочу понять, в чем Шамиль, имам Шамиль, в чем герой для вот... А в чем имам Шамиль не герой? У меня вопрос. Смотри, во-первых, никто сказал, что он герой вообще, во-первых, из нас. Подождите. Кто сказал? Подождите. Он герой Еще раз вопрос, вы не даете до конца задать. Вопрос. Имам Шамиль, в чем герой для вашего отдела там? В том, что он воевал за свободу против русской колонизации, или в том, что он полностью чеченское национал-освободительное движение перевел в разряд шарикатских вот этих движений и таким образом нанес поражение там чеченцам. Вот. Подожди, из этих двух, в чем у вас он к нам отношения никакого не имеет, мы не сказали, что он герой. Кто сказал, что он герой? Да я просто сказал, что он опущенный. У тебя что с голосом по-братски? Что у тебя? Ты тугодум, что ли, какой-то? Нормальный голос настрой свой. Это первый момент. Идем, почему я не понимаю, какой геноцид, какой-то... Вы реально вы из группы, которые обиженные чеченцы, которые даже, не знаю, дела с алганиями, с аварцами не имеют. И Аллаха опущенным. Что ты купаешь? Опущенный адык, послушай сюда, пожалуйста, опущенный адык. Опущенный ты, ты понимаешь? Не знает ни фатиха, ничего. Не, подожди, Ибрахим, подожди. Я кафиру зачем должен зачитывать? Подожди, ты кафир, я тебе уношу такфир. Я говорю, что ты кафир, что ты выноси, пожалуйста, выноси. Ты знаю, фундамент этому должен. Ты наджас, который только что решил исказить слово Аллах. Наджас. Намеренно фатиха. Наджас, да, именно ты, наджас. Тот самый наджас, который намеренно хотел искажать слова Аллаха, взял полностью, противоположно, начал читать аяты Корана, понимаешь? И поэтому я тебе выношу роком такфир, кафир. А я не читал. Наджас. Где я читал аяты? Аяты где я читал? Смотрите, вот вы представитель... Ты сейчас, получается, ты раскарнавал, да, сейчас его? Смотрите. Я его полностью аннулировал. Вы два представителя адыгской национальности, да, вот с Кавказа. Просто интересно. А не знаю, он адык или нет. Если сейчас отойти от этой религиозной темы, да, и просто вас спросить, вы за то, чтобы адыгский народ, вот черкесы, там, адыги, чтобы были свободным государством? Конечно, вы рассматриваете это? А я тебе сказал, у меня политический взгляд совсем другой, вне зависимости от паспорта. Я всем вам сказал. Вы понимаете, за что я хочу? Я тебе скажу, что мы хотим, да, независимости. Что? Вы это кто? Я лично. Догадайся с 3 раз, если про адыгов речь идет. Идиот ты мой. Что вы делаете в этом направлении? Где вы? Подожди, во-первых, послушай, Ибрагим, внимательно. Я отвечаю, я понял твой вопрос. Вопрос. На каких площадках вы ведете какую-то информационную деятельность со своим народом, со своим обществом, чтобы можно было прийти с вами и вот так нормально там пообщаться? Во-первых, во-первых, у нас какого народа сейчас нету, чтобы мы откуда-то отделялись и строили государство.
У нас в республике всего лишь 500 тысяч человек. Вы опущенные, да? Меня опущенных только дело. Из-за таких, как ты, опущенных, бля, мы воевали, бля, мы как мрази там сидели, бля, выжидали, бля. Это первый момент. Второй, смотри, ты рот вообще закрой, это или как тебя зовут? Я сейчас расскажу за Ты это. когда последний раз вообще шашку держал в руках? Подожди, зачем? Тебя как мужчиной можешь звать, если ты заходишь в ТикТок и сидишь просто смеешься? Это первый момент. Второй момент, Ибрахим, послушай меня. Я не дурак, чтобы здесь озвучивать какую-либо платформу или какую-то, не знаю, как я поддерживаю со своей диаспорой. Я не знаю, как кто. Я полчаса назад шашку подержал в руках. Подожди, ты спрашивал, где мы воевали? Подожди. Я вот, например, я вот 2 недели назад рука держал шашку, да, вот скажем, примолвку, я СВД держал, АК держал, это самое, пулемет держал, Дегтярева, понимаешь, и там, с глушителем разного вида, там, МП-4. Это все надо. Молодец, он же ногчи, Ибрахим, он же ногчи. Мою шашку подержи лучше. Подождите, давайте сейчас не будем я просто хочу понять, вот вы приходите на площадке здесь, не зная фатиха, какие-то суры, аяты приводите, к чеченцам приходите, хотите, чтобы чеченцы... Не, я тебе говорю, ты можешь так считать, не вообще не вылезали. Но при всем при этом, вот мне интересно, для адыгского народа, вот, чтобы он мусульманином был, или там, чтобы вы там каким-то этим, джихад какой-то, где можно вот вас посетить на каких-то площадках? Не, мы хочешь, я тебе в личку скину даже. Ну, только я не буду это озвучивать, но я тебе... Остоперло. Я могу тебе здесь, в ТикТоке, в личку кинуть. Стоперло. У меня уже слезы. Где мы это поддерживаем. Адыгский народ черепат хочет. Я просто давным-давно вот ищу людей нормальных, которые там в политическом плане вот что-то такое видят для своего народа в будущем. В политическом плане я вижу то же самое и для чеченцев. Видят себя вне русни, скажем так. И на этом поприще где-то, на этой площадке, в этом русле двигаются. Пока что-то не видно. Какие-то эти фатя, которые читать не умеют, заходят и нам здесь говорить. Ну хорошо, твое мнение, но по-твоему я похож на дебила, который будет жить в притеснении какого-то государства? Кто этого хочет? Как ты будешь жить в притеснении, опущенный? Можно? Слушай, а вот ты сейчас живешь? Подожди, а ты что делаешь? Вот смотри, где ты сейчас живешь, Адыгей? Я в Кабуле. Я же сказал, Кабардино-Балкария. Я в Кабуле живу, в Афганистане, там, где шариат. Вы, пидоры, где находитесь? Под мостом, да, спрячешься там? Да. Я живу в Кабарде, я тебе сказал. Ты можешь ко мне приехать, ты со мной. Ты что мне скажешь? Я тебе дам свадьбу, если ты ко мне приедешь, бля. Мусульманские пидоры, вы где живете? Виндетта. Я же тебе сказал. Я тебе могу адрес сейчас сказать. Подождите. Несмотря на то, что это люди из отдела, не из отдела, из какие-то оппоненты. Виндетта, тебя предупреждаю. Они здесь, если не матерятся, не грубят, то тебя тоже прошу здесь не грубить. Вопрос. Нету. Мусульман тут нету. Хорошо. Почему муджахиды за мной не приедут в Афганистан? Я в Афганистане, в Кабуле. Вопрос тебе, Виндетта, хорошо. Вот ты пытаешься там свой язычество как-то протолкнуть там на Кавказе. Что ты для этого можешь делать, скажи? Я никакое язычество. Мы тебя бассейн там просто, понимаешь? Я мочу в сортире ислам. Вот и здесь, вот понятно. Молодец. Мы тебя бассейн только своего. Я язычество не толкаю. Я мочу в сортире ислам. Я сейчас Виндетту успокаивал, но ты как бы сам начал грубить. Скажи, пожалуйста, скажи, когда если я сейчас оскорблю Нохчи, тебе будет приятно?
Я себе не позволю, не знаю, сидеть, оскорблять какой-то народ. Не, я на дебила похож, что ли? Он сейчас на ровном месте. Ты здесь сидишь, ты говоришь, вы опущенные. Не знаю, если ты такой уверенный, пожалуйста, напиши мне, я тебя так опущу, то что ты не поднимешь Я говорю, что ты вот этот Ашот опущенный. А потом Да, послушай, хорошо, подожди, давай послушай. Специально для тебя, для такого, не знаю, я не буду говорить плохих слов, хорошо. Специально для тебя, у меня есть такая бумажка, виза, я могу выехать, Подожди, тебе рожу сломать, и все, мне нормально будет. Давайте не агрессировать. Вот теперь вопрос. Аштон, ты, видимо, у него наставник. Это ты ему, наверное, присылал эти аяты. Кому? Ну-ка, ты прочитай Фатиш. Кому? Перед кем буду читать? Перед вами, что ли? Фатиш. Бисмилля. Кто такой, брат? Ты учи, проверять, уж мой джиннов, смотри, как минимум джиннов ты здесь разгонишь. Тебе вам что, проблемы, что ли? Я и то со своими 72% могу без проблем. Я прочитаю. Вместе и шагаду прочитать, и все. Он даже еврей, свободнец, он даже еврей читал здесь. Да мне без разницы, кто что читал, я сюда поднялся, тебе не Фатиху читать. Вы что, боитесь слова? Малики Абадин, я набуду, я настоим, никти на Уже неправильно. Подождите все. الشهر الحرام بالشهر الشهر الرحمن الرحيم رحيم